думал, у тебя был шорсот, что-то ты не включал, включил я. Я там интересную тему нашел. Один тест вылез. Глубины на Шемяте на 60, Unlike a normal 600 метров. you 600 метров бетон пробивать, я думал, широки чуешь. bury and then function. I know there's been a lot of questions about that. All 6 weapons at each Путинский бункер масс-метр. went exactly where they were intended to go. На 4 Алтае вроде. где-то Blast, до fragmentation. 3 километров, по-моему, где-то. In this case, the primary kill mechanism in the mission space was a mix of overpressure and blast, ripping through the open tunnels and destroying critical hardware. The majority of the damage we assessed based on our extensive modeling was a blast layer combined with the impulse extending from the shock. 2009 год, 1.6, маяльца операция. На Алтае, Алтай самый глубокий на 12 Там от маршрута. Куда марш? Я он Юмабара, я так и не нашел там тебя. YouTube часа. YouTube Европа. Верно, видать, короткая была, что-то не Эльчка, она только чаще А, чувал ТикТок. связь. А ТикТок что, или? Ну, YouTube читаю, печался. TikTok diyor ki herkes kullanıyor. Çiçeği çiçeği yaşasın. Ну, заранее анонс он сойва, там, материал, да? Иньер, анонс, иньер. Иньер. Суму гаммасы генери. Канал der Emineres анонс, ja. Это проделал. Да ничего, бывает. Ничего нового. Мне на все интересно, гусик, живешь, бешбац. Video steiger шашуца. Ко даясин, хенски, ко исан. Надо будет посмотреть. Видите, реклама, чему метя, есть и яшенца, ирю эльца, радио маршу эльца, в уголке там, рекламе, да. Умиш рекредарял, хетерсу. Halleluja, Allah'ın master, halleluja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, sami Allah, iya. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Bismillah. Малым койкор постоянно. И карама дяш дати лемас да дяхка ой. Stedet tavırlar etdiyiz. Hal mobuzabuz. Hasılı dahar yok derçana. İşte tav diye yani dahar yok derçana hasılı dat. İkvak dehil beş uko dahil beş. İkvak dehil beş uko dahil beş. Teori tavukta gota büyük karocu lemaz diye şleçya. La Allah. Цале 90 до того, короче, не смеешь дела, а швари. Орла ема смеешь дичва. Сам эрой, короче. Хити бети шудая, эра, инзари, буса, а как дихил беш, а сто дахил беш. Аз дихил беш, сто дахил беш, короче. Там биола ема сдеш, реча, яхтинса, дес ти махараш. Hazır işlediler. Böyle felleri. وافكر
Kökš, zelies, tāpat mūziku dats, ki uzsevšiens tuotin, ki oca jevrevidini, siga выступить теми гердошту, им та ударник ёч, та скрипка ёч, та пианино ёч, та это я то, не, ладно, Не, с ударником в наушниках, что он, ветеран. Чого я скажу, Ударником в ki oca, наушниках, какAdu Чандикулов. kune samu dak du khito samu lok samu muzikan je samu madolize khita je khita usevshen stuet ya jetsun ya kahyak shu kuna da jetsun gladwolu shu khita je du khara khadu no khi khazda sta fattu chit chlu Видео, да. Ты, конечно, что сделаешь, надо бил больше. Я бо, ему да, это твой исцелено. Тезят ведь море, tu научить ты хочешь. По теме, короче, лошадь, это просто. Да, es думаю, чарч надо бил больше, какой хрен между ними разница. И можно и там Ну, тоже то- добавить. Слушай, я бы, короче, подряд добавил. Чуть-чуть дикта хулиш. Статьи видео на Витма въезде. Видео. Ну да, там, чтобы ярко в глаза бросалось. Шел видео, короче, там видео, чага, так видео, я ориентир моя. Тумсо, из-за много чего там, я что даху цвете тумсос, короче, а я скоматываю, статьи, шваху, не, вселенная вот так пожелала, короче, законы вселенной, бог, там щуть. Noche auto heter madu, noche der yezdit ya shu, dohka kan yoshdo, noche hash. Au kana haya zud jalhole. Это густер вселенной, закон вселенной дуол, феминист дуол, ша. Вселенистов. И Ватикана, короче, вселенист, або Саддам, Аллах, есть вселенист. Эти политические блогеры, ты маки слышал. Представить, не, хую композиции, так, хухилди, из богу. Композиция Швеция сацюк максимально. В оппозиции, я тебе за $1 миллион долларов, так, ясно? Да, кефиршен, да. Разделял, ша, мудак, он разбух бава, шум для нацу. А ты докажи, что не Аллаха. Молодец, таше видео, да, я знаю, что сюда, и смотришь. Ни в коем случае. Также дешевал. الله وبرضه السلام عليكم من اتبع الهدى. Вассалам. Берем следующий. А ты больше батишь. Арпитов Ганешун, том же имам Шамил оправдывает. Assalamu alaikum. Ta imam Šamil giro je slab sprejutinus raskas dats din wasats so li megar dats all. Dela wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So badiga sa'a absolutna tahlu yol shum taghyit son isgiro khilchi tsakhilchi mukhadicha tagana deyoni qaqa haga shay dalash dina tagana zdats desh huldeli chan sahab shin zdats مثلا sabochar. Ta isgiro ish bochi dats bula yedeli chan sabula yedeli chan sahab shin sabula مثلا ايش عاصم يخلو جماعات عاصم بن ثابت ولا شوف سويس تحقق ديلي عشان بغت نخلبه مثلا تحقق أنا ديلني تحقق حاجة مخلي تحقق عدك ساعة مخ ديتش طبعا ساعة بيلقى القيجن مداتي زي تاريخ ديل موسط شا جو مشكشة طبعا إذا حولي نتسار ياجين تسار حاجين سديتن من ساعة ما تسيتن تسار قال لك بوين هو شو مدات سيقال لك وي مثلا إلي دي باخر شيء دوت سجى وين هو شو مدات سنديره تندير هما تحقيق تديش دوس تديش عدي تجول الإشاء مدر والله أعلم.
Это yok неделю. Гитлер. Гитлер. Алло, 29-й. Гитлер. Алло, 29-й, прием. Вас плохо слышно. Вальдемар, ососи, оистал я что, куда я что? Микрофон, да и ай. Вальдемар Хуйло. Сянза, Humanist Paul Klitter. Paul Klitter. Hij heeft de lessen humanisme. En hij zegt, dat mag niet toelaten rond de tafel tussen religies. Юмат, вот so bitchback. Баламой этих ячвацу, как его на работу берут. Его только там бей больше, кидай дальше, только на работу можно принимать. Aman roi, юмат, вот so bitchback. Dēlā mācodošiem somsapieti huotumu. Ņemsoi palā, lekiegin palā, samot pambaris. Ибран, видно мацо. Хай, Гитлер, Куда уж. у тебя шо, как дела? How are you? Владимир, салямун алейкум. Кто выключил гитлеровцев? Вы с тобой есть, Гитлер был, что он Халати, ну что, гитлеровцам тоже. Украинский Гитлеровцам полицейский. тоже. Я чеченец. Я чеченец. Чего вы микрофон выключаете? Хочется поговорить. Так, гитлеровец нашел, приходи свободно, говори. Не выключайте микрофон. Все, не выключаем. Ты когда Альхамдулилля. заканчиваешь Как дела у говорить, вас? выключай. Что интересует вас, Владимир? Вальдемар? Вальдемар, да. Да не, просто вы меня шок вызываете, потому что я Чечню очень люблю. Я в Чечне часто бывал. В Утум-Кали мы там ездили. Там, где у вас древние вот эти пещеры, где вот люди похоронены, там кости лежат. В Утум-Кали туда ездили. Везде по Чечне там был. Очень много друзей чеченцев хороших. Грозный люблю. Вообще вся Чечня, она отличается от всего Кавказа чистотой, порядочностью, что очень культурные люди. Я там у вас ходил, это у вас район есть, Катаяма называется. Знаете, да? Вы, конечно, знаете. Везде там гуляли, в общем. Очень нравится Чечня. Просто если мне еще 2 года назад сказали, что есть чеченцы, вот, которые вот неверующие, да, там, я бы вообще в жизни не поверил. А вот сейчас вот, Ой, нам для меня тоже, это нам реально тоже, шок. Не, просто нам для меня это тоже шок. интересно. Можете нас познакомить с этим делом? Где это такие есть неверующие? Ну, просто у меня ассоциация... Вот, допустим, смотри, я русский по национальности, да? Я живу вместе с арабами. Арабы вообще не верят, что я русский. Все думают, что я чеченец, что я что-то скрываюсь, короче, что-то такое думаю. Что у всех людей ассоциация чеченец-мусульманин. Именно такой мутаво, знаете, соблюдающий чеченец. Просто для меня это вот новое. Я вот буквально вот как год А назад... вот эти в пещерах, что вам понравилось? Языческие вот эти Я сам наследуют? тоже был язычником, родновером. Долго. Стоп, Давно, жахаль, да. грязный жахаль. Просто Да меня как удивляет, это вот? что... Как это все я просто- соединить, то, что вы по достопримечательностям прошлись, а потом вы как бы
еще и мусульманин правоверный, который Не, я удивляетесь. ислам принял 27 лет, а до этого был язычником, родновером. Там слава роду, смерть уродам, вся эта история, в общем. С И что вас азербайджанцами. зацепило? Можно поинтересоваться? Ну, во-первых, ты когда будешь язычником, ты постоянно живешь в ненависти, понимаешь, в национализме. Там, если твоя женщина гуляет, там, допустим, с другой нацией, у тебя там все внутри кипит, понимаешь, постоянно жить в этом, вариться в этом. А ислам, он тебе дает надежду, успокоение, дружбу дает, там, силу дает, понимаешь, там, чистоту, как внутреннюю и внешнюю. Альхамдулилля. А Чечня, да, мне очень понравилось. Вот Умкали, вот когда мы ездили, это вот, где у вас там эти остались. Я, кстати, видел у вас эти языческие, эти самые могильные, эти самые, где рука, знаете, как нарисована какая-то. Рука, ну, знаете, да, эти ваши все эти языческие эти атрибуты, руны. Вот. А что для меня шок? Видишь, мы многие сами не можем там Ну, смотри, ехать, у вас, я скажу честно, посмотреть я скажу честно, свои, я перебью свое тебя. вот это наследие, там, ходить, интересоваться этим, изучать. Вот Смотри. многие здесь вообще не были в этих местах. Смотри, знаешь, в чем минус язычества? Как и у русского, там, родноверия, и чеченского, у вас нету писаний, как и у русских, потому что ничего не сохранено. Ничего не сохранено, просто выдумывают все от головы, что там, какие-то обряды те же самые. Ничего же не сохранено, никто же не может показать, как чеченцы поклонялись 1000 лет назад. Никто не может показать. Тоже самое, как русские как поклонялись Перуну 1000 лет назад. Это же не сохранено ничего. Нету никаких иснадов, ничего. Просто надо показать это, что ли, тебе? Надо ну, люди выдумывали, люди придумали это, понимаешь, нету доводов. Вот ислам... Нам из-за того, что кругом вот такие враги у нас, из-за этого мы передавали. Айтул, а поклоняться вообще, это что, важно-то? Поклоняться. Ну, человек создан именно поклоняться. Ты если отрицаешь Бога, ты все равно автоматом будешь поклоняться что-то другому. Отрицание Бога, это понятно, там, божественного, отрицание там вот этого суперразума, суперсистемы, которая за всем стоит, да? И причем здесь вот это поклонение? Почему это обязательно надо совмещать все? Вот так. Я вам расскажу, кстати, одну историю. Я вот когда первый раз встретил чеченца, вот, неверующего, первый раз, именно не в интернете, вживую, в жизни. В общем, я в Рияде жил, я хиджру сделал вот, в арабские страны, когда ислам принял. У меня был друг чеченец, короче. Ну, молодой такой, он только после армии был чеченец. И он мне все писал, короче, в Инстаграме: о, брат, хочу к тебе приехать, с тобой вместе работать, бизнес сделать. И Аллаху Субхану Тааля поклоняться вместе. Помоги мне. Я говорю, давай помогу тебе. А тогда в Саудии все очень строго было, не как сейчас. Я ему по блату сделал визу в Саудовскую Аравию. Ему хорошую работу нашел, там 3500 саудовских реалов. Ему дали хорошую там квартиру, там, если, ну, хорошие условия, работу. Все вообще, ахлян васахлян, заходи только. Welcome, в общем. Вот. И он приехал, начал со мной вместе работать. И, в общем, я заметил у него, короче, печатка, да, чеченская, этой волчицы, короче, да. Это первый звоночек был, в общем. Вот. И я потом смотрю, короче, он суфист, короче, он на суфистских убеждениях, он все это, у него суфистское, короче. Я думаю, так потихонечку я ему это самое... У него наколка была? Чеченская проститутка. Чеченец, да, чеченец, ичкерист. Вот. И, не наколка, это самое, это печатка, как по-русски сказали, это хатам, это печать. Да. И это самое... Я стал обращать внимание, что у него убеждения суфистские, короче. Суфист он, короче. Я думаю, надо его исправить. Начал ему там лекции. Вот мы садились вместе с ним ужинать, да. Я включал там на ютубе там лекции шейхи Димашки, там за акиду, там опровержение суфи. Короче, это, да. Я до него довод донес. Он со мной вообще не спорил. Я ему говорю,
надо вот именно только Аллаху поклоняться, нельзя дуа делать там мертвым шейхам. Вот все им. Он со мной вообще не спорил, он соглашался с ним, да, правильно все говоришь. И потом я стал обращать внимание, что он не Почему приходит. нельзя шейхом А? звать? Шейхом Да, звать, я почему? расскажу эту историю, потом я скажу. Я ему, в общем, объяснял ему Ладно, таухид, ладно. единобожие, брат, смотри. Потом я стал обращать внимание, что он не встает на утреннюю молитву. Я не прихожу в мечеть, его нет в мечети. Я уже прихожу к нему домой, он спит, короче. Время намаза, он спит. Я говорю, слушай, чеченцы никогда не спят, когда утренняя молитва. Я так побуждал его. Я знал, что он Ты у всех чеченцев дома проходил, да, утренний намаз? Да не, я проверял, да? говорю, что поднять такой, знаешь, чтобы у него было желание молиться, знаешь. Да, чуть-чуть его, как это у нас по-чеченски говорят, я говорю. Слушай, у меня даже фотография есть, я с ним вместе сижу в мечети, Коран читаем, в общем, с этим. Он не брат уже. И, короче, потом у него начинаются проблемы, он тут паспорт теряет свой, короче, российский, в Саудии, в общем. Все, короче, его отправили обратно в Россию. Потом я смотрю, короче, у него каждый день пост, он с телками, с Наташками русскими фотографируется, выставляет в интернет очень много. Каждый раз разные Наташки, в общем. Потом он признается, короче, что он колдун, он ходит на кладбище, делает сихар на женщин, чтобы с ними зина сделать. Потом он за бабки начал женщин, короче, продавать. Ты хочешь зина сделать, да, с девушкой? Просишь ему. И он начал там бабки, там пачки денег, 5000-тысячные, короче, пачки показывать. Ленте, вот я заработал на колдовстве. Я стал колдуном открытым, короче. Я ему сразу барат сделал, я сказал, ты кафир, короче. Я бы знал, если ты такой, Аллахи, я бы, Аллахи, тебя... Не буду говорить, что я с тобой сделал, тут просто ты узнал бы. Я его сразу заблокировал. Это у меня был первый случай. Скажи, что бы ты сделал? Он Он совершил страшный грех, Аллахи, это колдовство. Это... Вальдемар, можно вопрос короткий? Тем более он меня обманул, понимаете, он как бы меня использовал. Я думал, он искренний мусульманин, да, я ему... Аллахи, я ему хорошую зарплату дал в Саудовской Аравии, хату дал в Саудии. Как бы, вот, смотри, ко мне обращается брат мусульманин, да, я ему даю квартиру, я ему даю хорошую работу, зарплатой, визу ему даю, билеты я ему из Москвы, он в Москве жил, из Москвы в Рияд я ему билеты купил. И в итоге он оказался, вот скажи, нормально это, нет вообще? Алхамдулилля, ахи тебе Аллах Вальдемар, его не Валериус звали, а? Вальдемар. Не перебивайте. Не. Здесь Его есть звали Саддам. Здесь в группах есть такой тоже один Кефир Валериус. Он сейчас, короче, я его недавно видел, короче, я зашел с левого аккаунта, потому что я его заблокировал. И он сейчас под русского косит, он сейчас какое-то себе имя взял русское, короче. А такой, знаете, он знаете, что делал при мне? Он воду нальет стакан, да, он садится и пьет, короче, на корточках. И строил из себя такого мусульманина, в общем. Вальдемар, смотрите, Как например, такой неправильный чечен, а? Ты, например, вот... тебе надо книги писать. Да это вот со мной вживую было. Например, смотрите, Вальдемар, Просто я за Чечню любого 78% за чеченцев. И тут такое, знаете, такой нож, понимаете? Это нехорошо. 78% вот я мусульманин и суфист чисто символически. И почему нельзя шейхом называть? Такая проблема. Я тебе сейчас расскажу, брат. У меня сегодня в мечети был, короче, такой, как не диспут. Я сегодня пошел на молитву Ассар, Салатуль Ассар. И у нас такая традиция, я сейчас в Кувейте. После Ассар шейх читает хадисы, Сахих Бухари хадисы, читает хадисы, да? А мечеть у нас, в общем, интернационал. Сирийцы там, все, короче. В основном арабы. Я единственный, короче, русский. Да? И шейх читает хадис. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, перед самой своей смертью сказал, потому что это Аиша передает этот хадис. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, проклял Аллах субхану тааля, проклятие на евреев и христианов, которые возводят мечети над
могилами своих этих святых, короче. Да, хадис достоверный. Я говорю, субханаллах, хадис достоверный. Почему сегодня во всех исламских странах везде стоят построения на могилах? Тупые, что ли, не читают этот хадис? То же самое возьми Чечню, брат. Сколько в Чечне этих, как вы называете их, зиарятов? Ты когда хадис читаешь, вот так нужно читать, смотри. Есть мой хадис запрета Да, смотри. Не, он достоверный. Он достоверный. Почему? Смотри, сегодня я говорю, субханаллах, они тупые просто, есть хадис. Сейчас единственное, где-то не строят, это в Саудии не строят, в Кувейте, в Катаре. Все, ты выезжаешь за пределы Аравийского полуострова, просто любую пальцу тыкни, там везде есть построение. В Египте, ну как не везде, я скажу, очень много старых мечетей, где внутри есть эта самая могила. Субханаллах, нам пророк... Смотри, то же самое, как давай сейчас свинину есть. Четкий довод. Нет, они так делают. Ну зачем так делать? Вы издеваетесь над пророком, что ли? Саллаллаху алейхи вассалям. Язычники, те лучше, они хоть правду говорят, те играют. Смотри, подожди, вот смотри, у нас, например, вот есть шейх, который там еще во время, когда души там созданы были, он как бы представлен был к пророку Мухаммаду. Но это недостоверно все. Это же все Почему? выдуманные хадисы. Ну хадисы где-то, где есть над хадисов? Это все выдуманные. Брат, смотри, я тебе объясню кое-что. Раньше же не было интернета, не было связи с учеными. Приходили люди и болтали все, что угодно. Понимаешь, люди этому велись. Ты знаешь, почему появились... Подожди, брат, подожди, извините, перебиваю сказать, это очень важно. Ладно, почему появились чеченцы? Только давай будем нормально разговаривать по очереди. Давай я докончу, ты скажешь мне. Почему появились вот чеченцы-язычники, вот сейчас, которые нас с тобой слушают? Они просто видели тупость ислама. Они говорят, что такое, там прыгают, скачут, орут там. А на самом деле это неправда, понимаешь? Столько выдуманных историй, которые вообще отношения никого не имеют к исламу. Они, конечно, это фильтр не принимают, сказки, им васвасы еще больше, и не все, и выходят из ислама. Это очень опасно. Надо нам достоверный ислам давать, без всяких сказок, там, летающих шейхов, понимаешь? Вот я сказал, говори, брат. Да, вот смотри, вот в мире существует много ученых, да, там, исламских, так называемых. Но дело в том, что они не все салафитские, то есть салафитов в мире насчитывается около 50 миллионов, а суфистов около 200 миллионов. И вот как теперь всех этих суфистских ученых, суфистских как бы богословов, их что, как бы в унитаз надо сливать или как? Нет, конечно. Ну, почему ты выбрал? Мы должны взять сита. Брат, мы должны взять сита, Коран и Сунна, и все, что не соответствует Корану и Сунне, это все отсеять, понимаешь? Ну, и все будет нормально. Знаешь Коран и Сунну, что ли? Ну вот давай, допустим, вот сита, возьмем сита. Вот построение на могилах мечети, это же запрещено, прямой запрет. Там и только это один хадис, есть еще второй хадис. Когда Али ибн Аби Талиб... почему ты арабам не скажешь, что над могилой пророка же тоже есть? Оттуда начни. Нет, это брат, оттуда начни. Оттуда начни. Они знают, что с тобой сделают? Они знают, что с тобой сделают? Смотри, дайте я сказать на то. Брат, пожалуйста, не кидай минуту, я тебе скажу по поводу. Во-первых, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал, что пророков хоронят там, где они умерли, да? И он не умер в мечети, он умер в комнате Аиши, Гурфати Аиши, да? Он умер там. Потом к нему присоединился Аллах. Это смотри, в комнату Аиши, вот сюда смотри. Да, докончу. Вот сюда. Не закончишь. Сюда смотри. Это комната Аиши, да? Это комната Аиши, да? Вот это комната Аиши. من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاة. Брат, смотри, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, похоронен в комнате Аиши. Мечеть, это комната Аиши, да? Это комната Аиши. Она изолирована. У нее такая большая комната, да, была? Она изолирована от мечети. У нее была такая большая комната, да?
Она закрыта, знаешь, сколько стенами, там никто не может даже внутрь зайти, там все закрыто, там она отдельно вообще от мечети. Подожди, ты сейчас говорил, что нужно избавляться от всех возведений над могилами. А сейчас ты Обязательно, уперся в обязательно. комнату. Это А ваджиб, это это что? приказ пророка. Подожди, а это что за построение было? Я не видел. Ты имеешь в виду зеленый купол над могилой пророка? Иди арабам скажи, Вот дай чтобы мне они сказать, дай мне ответить на вопрос. они Ты просто, ты тебе меня, брат, перебил. скажут, как нужно. Смотри, я хотел еще до того, как мне этот вопрос задать, на него ответить, потому что я знаю, то есть эти доводы. Смотри, этот купол, который над могилой пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, его кто построил? Не саудиты. Его построили во время Османской империи турки, а их не манхадж мы знаем, они все были суфиями. Они построили. Просто... И что, что они суфи? Это что, плохо? Дай докончу, смотри. Просто современная Саудовская Аравия, она берет далиль, что пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, хотел разрушить Кабу, построить ее в таком первоначальном виде, какой построил пророк Ибрагим, алейхиссалям. Потому что много больше, да, где полукруг, это и есть территория Кабы, да. Но что сказал Аиша, то джахиль твоего народа, будет война гражданская, уже много джахилей, да, они скажут, ой, как так пророк разрушает Кабу, да. То же самое и здесь. Если в то время такое обозначение было, да, гражданская война. Смотри, если сегодня салафиты... В то время было такое обозначение, да, гражданская война. Если салафиты сегодня будут разрушать купол пророка, будет я тебя спрашиваю, во времена пророка гражданская война обозначение было? Свободен, пускай выскажет. Гражданская война, ты что имеешь в виду? Когда было? Не было гражданских войн? Гражданские войны, они потом уже были между там фитнами. Он просто про терминологию вот эту, гражданские войны, там никаких гражданских войн вообще в помине нет, там идут чисто разборки между вот этими группами. Племенами. Но смотри, я тебе расскажу, что ислам дал стабильность и безопасность на Аравийском полуострове. Именно ислам. А что? Как ислам? Ислам-то именно... Халид, смотри, вот ты говоришь, что ты придерживаешься, насколько я понял, салафизма, да? Да, конечно, я салафит. Ты сам ученый, да, как я понял? Никакой ученый, я простой джахиль, просто мусульманин обычный, молюсь, алхамдулилля. А вот как ты тогда, вот я не пойму, смотри, по количеству, например, суфиев больше, да, в мире? Например, конечно. шиитов больше тоже даже. до 200 миллионов в мире. Да, больше, суфистов конечно. 200 миллионов. Салафитов 50 миллионов. Ну и вот так там другие на группы. Ну смотри, делятся, брат, да? салафитов, смотри, сейчас смотри, брат, сейчас статистика меняется. Сейчас, допустим, в России, давай в Россию возьмем. Я не про статистику, не торопись. Смотри, я имею в виду, как ты вот выбрал именно там салафизм. Я тебе объясню. Я тебе, брат, расскажу. Я когда только ислам принял, я в России ислам принял. Там я поехал на север, Ханты-Мансийск, там есть мечеть, там чеченцы братья были, в общем, там, вот я там ислам принял, альхамдулилля. Потом я, хотел сделать хиджру в Чечню, Чечню переехать. В Грозный там бизнес открыть у вас, там, жить в Чечне, И я там стал общаться, в общем, с ашаритами, Стал тусоваться с этим, скажи мне, как его, Адам Шахида, вот это вся, я ходил к нему на худбу, я ашаритом, стал, понял? Ну, я не разбирался, брат, понимаешь, только ислам принял, мне что скажут, да, я тут, да, так надо. Я знал только, что шииты это кафир, это однозначно, тут уже сомнений нет, там любой знает, что это дебилы, это кафир. Откуда? Вот в чем вопрос. Как ты вот это видео открой, посмотри, они ругают сподвижников, ругают Аишу, они там себя цепями бьют, там рыдают. Это же все у них же ислам, брат, это же дебилы. Подожди, у них же есть тоже свои доводы, свои хадисы, свои основания к этому. Брат, смотри, у них все доводы шайтанские, понимаешь? Они берут, допустим, какой-то хадис, там вообще имеется другое, да, в виду, они по-своему трактуют. Вообще, ты знаешь, есть хадис, да, что Коран шайтана, да, вот выйдет там из нечто, да, суфисты говорят, что это из нечто выйдет Коран шайтана, рог шайтана, по-арабски Коран шайтан. Суфисты говорят, что рог шайтана вышел из комнаты Аиши.
Прямо так и говорят, знаешь. Я Они вообще-то каждый знаю по-своему Сахих трактуют Муслим, по-шайтански. Сахих Ну, у Муслим. мусульманина, брат, извини, я перебью. У мусульманина вообще не должно быть сомнений по поводу шиитов. Это кафиры, брат. Как вообще можно принять? Подожди, не смеши, ты слишком радикальный. Да, это правда, Я, брат. например, не, Не радикальный, я подожди, нормальный слушай. мусульманин, брат. Смотри, шииты Не- говорят, если твоя мать зина сделала, ты будешь, не будешь Успокойся, ты осуждать. слишком горячая кровь у тебя. А давай я тебе расскажу историю, как я Смотри, стал салафитом, брат. смотри, вот это вот хадис есть достоверно, Сахих Какой? Муслим, то есть где запрещено записывать вообще хадис. Запрещено записывать хадисы? Да. Алло. Сейчас, подожди, меня Ты меня вообще, слышно? Меня слышно? Нет? ты Меня вообще, слышно? Нет? смотри, слышно. Ты все Бухари Сахих хадисы принимаешь или частично? Смотри, я тебе сейчас отвечу на твой вопрос. Дай мне вот минуту. Ты знаешь, вот многие вот сектанты и кафиры не любят Абу Хурейру. Вообще там имя Абу Хурейра для них вообще это как, это не знаю, они сразу начинают это подгорать у них, да? Типа у них самый такой довод, почему он очень много передал хадисов от пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, когда он там с ним был только там 4 года, что ли, Да, самое да? главное, как чистить задницу. Возьмем, допустим, там Абу Бакра, возьмем, допустим, Абу Бакра, Умара, которые провели с пророком Мухаммадом, саллаху алейхи вассалям, самое долгое время, от них меньше хадисов, да? Я тебе объясню. Во-первых, в то время сподвижники, в отличие от нас, не сидели там по ночам в интернете, они работали фисабилля, на пути Аллаха. Кто джихад делал, кто политикой занимался, кто строительством, было очень много работы. Какое еще строительство? Смотри, дай закончить. И они знали, что есть Абу Хурейра, который занимается своей работой. Каждый занимался своей определенной работой, понимаешь? Они знали, что... Они даже некоторые хадисы, вот как раз я тебе на твой вопрос отвечаю. Вот они говорят, что не записывай хадисы, не записывай, потому что этим занимаются там вот, специальные люди, понимаешь? Ученые, специальные ученые, понимаешь? Смотри, если Поэтому, ты закончил, поэтому, брат, чтобы быть тебе вопрос. брат, смотри, чтобы быть на истине, Вопрос. нужно вот эти вот шубухаты. Подожди, надо разбираться вообще, ты на истине или нет, ты на шубухате. Ты все сахих хадисы, которые вот ученые сахихом назвали хадисы, ты все их как бы признаешь, придерживаешься их, ну, во всяком случае, считаешь их правильными. Ну, во-первых, Сахих Бухари, Муслим, однозначно там, только сектантская что-то. Ну, вот смотри, откуда намаз вообще появился, ты знаешь? Ну, там уже история известна. Количество намазов. Миарадж пророка, саллаху алейхи салям, на небеса, оттуда Аллах, субхану тааля, спасал. На Аль-Бураке, когда он туда летал. Да. Там сначала было их 50, потом там Муса, алейхи салям, сказал, давай поменьше, тогда и до 5. То есть получается 5 намазов, и мы получаем аджир как за 50, короче. Да. Ну, ты сам этот процесс вот это читал, ты сам ознакомливался с хадисом? Ну да, это же история, это известная. Ну, когда торговались, когда Муса отсылал назад пророка, чтобы он количество намазов. Ну там на самом деле не торговались, там просто Муса сказал, что твоему она не справится, слишком тяжело это, потому что у него был опыт с евреями, да, и как бы облегчение для нас. Прикинь, у нас сейчас было бы 50 намазов, ну как мы жили? Подожди, и как тебе тогда вот этот сам процесс, когда они торгуются? Не торгуется, он просто попросил, иди поднимись своему Господу, скажи, что моя ума не справится. И пророк, да потом уж в конце застеснялся. То есть Бог не понимает, да? Бог не знает, что не справится. Он берет, как дебил, берет 50 намазов, накладывает. Так, да? Не говори так, брат. Так. Бог все знает. Бог создает испытания, чтобы понятно, проверить. Понятно, что я это образно говорю. У нас есть выбор, понимаешь? У нас есть выбор. Подожди, там о выборе речь не идет. Там Мухаммад поднимается на Аль-Бураке, на небо. А в чем проблема здесь? Я брат, никакой проблемы не вижу в этом. Где он видит, что оттуда, с 7-го неба, из патрона вытекают 2 реки, Нил и Ефрат. И потом он торгуется с Богом о молитвах. Так, да? Это история, это все достоверно. Даже было
Ты знаешь, даже есть продолжение этого хадиса, когда он рассказал это курайшитам, они начали высмеивать его, что Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, они говорят, что он сошел с ума, да? И он привел довод. Он когда спускался на бураке, он полетал, он сказал, что идет караван верблюдов именно вот с того локейшена, откуда он сказал, и сколько количества я писал, и это уже был гвоздь просто в гроб, что правда он. Это Да, понятно. и караван пришел, на самом деле, там через 2-3 дня он пришел караван. Но язычники, Да, они да, из-за своего высокомерия, ты знаешь почему? Ты знаешь, почему язычники не принимают истину? Вальдемар, Из-за своего Абу высокомерия. Вальдемар, Ты знаешь, я тебе может... скажу одни слова. Ты знаешь, я тебе скажу одни слова, что ты, наверное, их не слышал. Смотри, ты, наверное, эти слова не слышал. Это касается многих язычников, которые сидят в нашей группе, да. Ты же знаешь, да, дядя Абу Талиб, дядя пророка, саллаху алейхи вассалям, он же не принял ислам, он же умер кафиром, да, сгинул, да. Ты знаешь, как Абу Талиб говорил, почему он не примет ислам? Знаете, как он сказал? Как моя задница может подниматься выше моей головы, то бишь суджуди, понимаешь? Высокомерие вот этих язычников, да, и он по причине высокомерия, они не приняли ислам. Понятно. А ты смотри, мы сейчас от темы уходим с тобой. Вот Аль-Бурак, да, полет на Аль-Бураке, на 7-е небо. Да. То есть вот эти же исламские салафитские шейхи, они объясняют, что вся видимая нам Вселенная – это всего лишь первое небо, то есть в пределах первого неба. Ты же понимаешь, да, что сегодня видимая Вселенная, она только первое небо. 93 миллиарда световых лет. Вот сегодня можно этим... Но это огромное расстояние. Первое небо – это огромное. Даже мы даже середину первого неба не увидели. Вот в этих телескопах, что пускают. Там, представь, на Аль-Бураке вот этот полет на 7-е небо, сначала на первое. Нет, брат. Не торопись. Нет, он на Бураке долетел до Иерусалима только. До Иерусалима. Он на Бураке, брат, летел до Иерусалима. А с Иерусалима он вместе с Джибрилом. Он, смотри, брат, смотри. Бурак это был как самолет, понял, да, сегодня. Он просто на нем долетел до Иерусалима. Тут на самом деле лететь сейчас близко оттуда. Вот это правда, это можно. А уже с Иерусалима, храмовой горы, он уже поднялся, как уже вместе с ангелом Джибраилом, уже без Бурака. Бурак ждал его в Иерусалиме. Смотри, пускай в одной из версий хадиса. Подожди, не спеши. Вальдемар, не спеши, ты слишком горячая кровь. Одной из версий хадиса он не на Аль-Бураке, я с тобой поэтому не буду оспаривать, хотя в других 3 версиях он на Аль-Бураке. Поэтому вот смотри, брат, на Бураке... Подожди, в твою версию мы оставляем с тобой, да? Вот он без Аль-Бурака поднялся туда. Да. Без Аль-Бурака. Поднялся на 7-е небо. На 7-е небо. То есть первое видимое нам небо – это в пределах вот этого нам видимой Вселенной. Пока еще только видимое, там еще неизвестно сколько миллиардов световых лет. А в чем проблема, брат? Где ты проблема в том, что у тебя прерывается. Проблема в том, что Нил и Ефрат оттуда стекают. Понимаешь? Вот в чем проблема. Река? Да, это нам неизвестно. Знание скрытого, понимаешь? Из патрона, понимаешь, вытекает. Ну, а в чем проблема? Так подожди, вода. Как появилась на Земле вода? В Коране же говорится, что не спаслали воду из космоса к нам. Понимаешь, от Аллаха. Мы же знаем, что есть 7 небес, да, а над ними океан, да. И вот как пришел... Вот зачем нам эта информация? Ну, этот процесс мы не знаем. У нас нету знаний. Нету никого на этой земле знаний. Из патрона течет Нил и Ефрат. Вот зачем нам эта информация? Как уважение этим рекам. Почему-то. Так вся земля, так вся вода от Аллаха. Вода откуда взялась на земле? С космоса же к нам пришла. А откуда из космоса? Именно вот от 7-го неба, потому что вы же знаете, она до сих пор течет, понимаешь?
Она до сих пор течет же, понимаешь, и патроном. Ну течет, в чем проблема? Вот когда же течет? Ну, у нас скоро Нет, высохнет. дело в том, что начало свое Нил и Ефрат берут на 7-м небе из патрона. Ты смотри, Там же, вот тебе, вот ответь мне на там твой же вопрос. еще 2 реки Смотри, протекают, смотри, которые смотри, неведомы. это знание скрытого, да. Вот ты мне ответь на вопрос, как, допустим, я ночью, находясь в пустыне, могу по звездам определить направление в Кабу, как не молиться? Это же не совпадение, это же Аллах Субхану нам облегчил. Почему Аллах создал звезды? У них только 2 цели у звезд, как для красоты и направления, чтобы моряки узнавали направление в море, в пустыне бедуины находили направление. Чтобы узнавать направление, понимаешь? Смотри. Это в Коране говорится. Это же чудеса, знамения Аллаха. Я могу в Чечню приехать, смотри, я могу в Чечню приехать, да, у меня ни телефона нет. Смотри, брат, смотри, я могу в Чечню приехать, в город, там, в Утум-Кали, у меня ни телефона не будет, ничего, я по звездам смогу определить направление Каббы. Это же тоже чудеса Аллаха. Аллах Смотри, подожди, ладно, от темы Нила и Ефрата уходим. То есть Нил и Потому Ефрат... что это сокровенно, как тебе отвечу? Это сокровенное, это знание нет ни у кого. Алло, там не сокровенно, там говорится, что свое начало Нил и Ефрат берут патроном Аллаха на 7-м небе и оттуда стекают сюда, нам. Да. И вот эта вот информация, она, во-первых, какого лешего она нам передается, если это сокровенно. Во-вторых, ты как бы сделал уже свои какие-то выводы, там сам определил это, что у нас вода из космоса, оказывается. Это уже ученые взял доказали. ссылаясь на кефирских ученых, которые официальная наука, которая говорит, что там все произошло там из вот этой из сингулярности произошел этот взрыв и так далее. Короче, туда ты слетел. Ладно, эту тему сейчас вот тотально вот так вот отодвигаем и берем другую тему, где ты сейчас сконцентрировался на направлении во время молитвы. Да. Куда ты направляешься во время молитвы? Направление дома Аллаха, Каббы. Куда мне указывают именно звезды. Зачем? Раньше же не было телефонов, только сейчас появилась техника. Как, допустим, раньше люди определяли направление Каббы по звездам? Как бы я эту тему не научили. Я, кстати, эту тему научил принца Кувейта, как определять по звездам направление. Это надо знать. Потому что если будет война, допустим, не будет техники, то надо знать. Что там в этом доме, так называемом, в этом кубе сбоку делает черный камень? Черный камень, это же черный камень с рая. Он был неспослан нам вместе Адама. Он сначала был белый. Он в воде не тонет. Да хоть из-под трона Аллаха. И что дальше? Не, он там недостоверно. Ну, именно, что он из рая, этот камень. А в чем проблема? Понятно, из рая. И что теперь? Что нам сделать? Тоже Бог наш? Что? Если камень из рая, что нам, Бога из него делать? Не, просто как уважение, да. Уважение просто, респект. Какое уважение? Ты если старшего видишь, допустим, ты же старшего видишь, ты же встаешь, ну, ради уважения. Понимаешь, ты же ему не поклоняешься, просто респект. Это камень. Никакой не респект, это запрещено вообще. Это чеченская традиция. Брат, он неверующий. Она запрещена вообще. Что запрещено? Подожди, Я говорю, ты же как по чеченским адатам, ты же стоишь, когда старший заходит, уважение его возрасту. Да, это исключительно наша традиция. Проявление уважения к то же самое мусульман, понимаешь? То же самое мусульман, дать дань уважения, потому что он был нашим отцом Адамом. Подожди. В исламе запрещается вставать. Пророк сам говорил, чтобы ему не вставали. Правильно, да. И вообще, кто будет... то есть это вообще другая тема. Тут сейчас идет речь о камне, не о животном. Ты знаешь, подожди, дай я под вопрос отвечу. Ты знаешь, я вспомнил этот хадис,
как-то тут у нас было одно собрание, короче, и, короче, меня позвали, как бы, на сцену выйти, короче, да. Я вышел на сцену, да, им начали хлопать, знаешь, там, и я почувствовал такой, знаешь, блин, субханаллах, люди видели меня, вот, допустим, я в туалет хожу, да, там, у меня там, не знаю, там, они хлопают мне, короче, знаешь. Я не по вспомнил, теме, я это не вспомнил по этот теме. хадис, подожди, я вспомнил этот хадис, что пророку, саллаху алейхи вассалям, не нравилось, когда вот именно его приветствуют, что это проявление высокомерия, понимаешь, это правильно. Но просто у вас, чеченцев, такой адап, это нормально, это нормально. Я сам в Чечне, когда был, мы были на маджлисе, заходил старый не человек, я уходи, сам не тоже вставал. отъезжай Я в от Чечне, когда темы. был, я стою. Я в Чечню Мы и приезжаю, я так с стою. тобой уже несколько тем закрыли. Давай не отъезжать от темы. Ты бы я Какого про черный камень не сказал, я бы сказал, черта что это там просто делает? респект. Какой респект? Давай туда засунем на респекта тогда золотое еще какое-нибудь там кольцо какое-то золотое или цепь, я не знаю. А Там, знаешь почему? Он шлем. раньше так не был. Он такой стал. Знаешь почему? Это потому, что из Бахрейна вышла секта шиитская. Вообще Они по барабану, какой он стал, какой он был, ты что просто там спросил делает камень. про серебряник. Это курайшиты установили, и туда заложил его именно пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, еще до своего пророчества. Это тоже знамение. Что там делает камень в месте, на которое мы направляем свои молитвы? И его пророк, вообще не Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, заложил. Это была традиция, заложенная еще от пророка Авраама. Пророк Авраам заложил этот камень. Да, вот это ты вообще про Авраама читал в Коране, как он вот эти все их изваяния Он вообще красавчик был. Вообще красавчик. разбил камни, оставил их главного, Да. и потом, когда язычники прибежали, он им сказал, вот они сами себя, короче, разрушили, вот этот главный виноват во всем. Тупость показал их языческую, тупость. Подожди, они-то тогда, почему они не слушают его? Тупые нацики, понимаешь, тоже те же самые. Как сказал дядя пророка, как моя задница поднимется выше моей головы. Высокомерные. С тобой трудно разговаривать, ты не дослушиваешь. Зачем они тогда после всех этих знамений, после аятов, которые говорят, что не молились камням, зачем черный камень туда суют теперь? Слушай, это респект, понимаешь? У пророка Мусы вообще были херувимы на ковчеге. Да, 365 респектных камней там было. Это тоже респект. Никто не говорит, нету таких дебилов, которые считают, что камень это всемогущий какой-то. Камень это просто респект направления. Смотри, язычники, есть разница. Они просят у этих вещей, как вот суфисты приходят на могилу. Они просят этих мертвых, понимаешь? Мусульмане ничего не просят. Они лишь посредники. Я тебя ничего не просят у черного камня. Мусульмане ничего не просят у черного камня. Вообще ничего не просят. Если мусульмане что-то будет просить черного камня, они тоже не просят у камня. Для них камень это только посредник, это респект, это направление. Это просто место направления. У каждой общины было свое место направления. До этого было Иерусалим. У христиан тоже, когда две палки друг с другом совмещают и туда вешают вот этого чувака, это тоже их респект. Но это не христианство, это Павел такую хрень придумал, это настоящее христианство. Никто не говорит, что вот этот вот чувак, который висит на стене, что он Бог, это люди не такие дебилы, они знают, что эту деревяшку можно снять и сломать. А в чем проблема в черном камне, брат, в чем проблема в черном камне? А в чем проблема Христа, висящего на стене? Люди же у него не просят ничего. Просто респект. И все. А в чем проблема, что 360 камней там, люди ни у кого... Смотри, я тебе сейчас объясню. Какие 360 камней? Ни один вменяемый человек никогда не просит у крестика. Ни один вменяемый человек не просит там у статуи Будды какой-то, у изваяния. Люди их просто берут, ставят для направления, для посредничества, для респекта. Почему христиане ставят иконы и крест? Потому что они обращаются к ним с просьбой, как вот суфисты ходят же на могилы шейхов, они то же самое делают. Они просят этих шейхов, они думают, что они их слышат,
их просьбу передают Аллаху, то бишь по блату, понял? И этом разница. Христиане, суфисты также делают одинаково, как и шииты просят у Хасана Али. Мусульмане ничего не просят у этого черного камня. Просто это респект. Подожди, еще раз повторяю. Могу аяты привести, где сказано, что они являются лишь посредниками между Аллахом и этими Кто посредник? язычниками. Кто? Вот эти боги, которым они называют. Да, посредники. Они являются лишь посредниками между Создателем всего и вся и человеком, который молится. Господь порицает это посредничество. Посредничество же люди придумали это. Понимаешь? Вот я о том, вот это посредничество, оно же порицаемо. Зачем между Богом и человеком ставить камни? Это просто направление, и все. До этого в Иерусалим направлялись. Вот ты сейчас, вот смотри. Вот мы с тобой сейчас разговариваем вот с этим АФХ. Ты, например, язычник, у которого 360 богов. Я тебе говорю, зачем ты ставишь эти 360 камней? Ты мне говоришь, это просто направление. Я вообще не вижу никакой проблемы. Понимаешь? Смотри. А ты что хотел бы, что вот в Мекке просто был голый этот пол? Должен быть дом. И этот дом установил Господь для нас. Сделал законы, понимаешь? Направление. Внутри Кабы, смотри. Подожди, а как ты мне ответишь на этот вопрос? Если я зайду внутрь Кабы, я могу молиться в любом направлении. Я стать могу задом к черному камню, помолиться спокойно, и моя молитва принимается. Вот как ты на этот вопрос ответишь? Это не является направлением, понимаешь? Это просто респект. Я могу зайти в Кабу, стать задом. В каком аяте сказано, что это респект? Если это респект, то вообще какого черта там делает респект? Смотри, я зайду в Кабу, я стану он сам задом. Себе ничего не может сделать. Смотри, вот ты сейчас возьмешь этот черный камень, возьмешь пол его, стукнешь, он сам себя защитить не может. Смотри, понимаешь? Я, конечно, неправильно выразился. Слушай, дай сказать. Я, конечно, неправильно выразился, что я стану задом, да? Я имею в виду, если я зайду в Кабу, я могу стать боком, правым, левым к черному камню, либо вообще задом, да? И помолиться в любую сторону. Ты понимаешь, что черный камень не является киблой. Это просто как декор. Это декор. А твой зад не Аллах создал, это отдельно кто-то другой создавал твой зад. Также есть и покрывало. Подожди, также есть покрывало на Кабе. Это что, это же какой-то... Есть, ее продают. Я видел, ее продавали за 250 лямов. Продается. Кого? Покрывало? Вот это покрывало. А ты знаешь, вот с этим, кстати, салафиты и борются, потому что всякие сектанты с Пакистана приезжают, там у них очень много суфистов, и они режут. Салафиты борются, это как раз таки, сами они с него и снимают. Это сейчас у салафитов в руках это как... Ну, здесь джахили, которые вот это делают, это порицаемо. Я сам лично, допустим, когда приезжаю в Мекку, Медину, я сам лично помогаю, допустим, там, есть всякие джахили, знаешь, особенно в Медине, они когда вот просят, они просят у пророка, допустим, встает дуа напротив могилы и взывают пророку. Я там постоянно с ними воюю, с этими. Они никогда не дадут расслабиться. Что ты делаешь? Это кто делает? Пакистанцы всякие суфии, понимаешь? Ну чем ты воюешь? Скажи, что ты там делаешь? Микрофоном стоишь и говоришь, что нельзя просить? Не, я подхожу и говорю, вы что не делаешь? Каждому миллиону там очень много, каждому подходишь и говоришь, да? Ну, миллионам ты объясняешь, что нельзя. Вы понимаете, да хотя бы пятерым разъясни, Подожди. Возвращаемся опять к камню. Просто выключу сейчас вот это оправдание свое ему, потому что не одно то, что ты там придумаешь, респект, не респект. Это все твои догадки. Смотри, смотри, ты ставишь как в аргумент, что мусульмане поклоняются черному камню, да? Ты так говоришь, да? Я 100% знаю, вот что они поклоняются. Я отвечаю на ваш вопрос. Вот ответьте на мой вопрос. Я 100% знаю. Подожди. Я 100% уверен, вот что мусульмане поклоняются черному камню.
А как ты не объяснишь, Как я если я... тебе объясню? Подожди, дай мне Когда ответить. ты идешь к Кабу, куда ты встаешь позу? В какую сторону ты встаешь позу? Я захожу в Кабу, внутри Кабы. Я поворачиваюсь спиной Ну как ты к заходишь? камню Нет, и молюсь. тебя не Слушай, пускают я внутрь Кабы. опровергаю ваш довод, Тебя что является не черным камнем. пускают. Понимаешь? Давайте другой вопрос, потому что тут у вас тут слабость реально, вы уже не можете признать, что вы... Какая слабость? Давайте Ты другой вопрос. встаешь позу в какую сторону? Я еще раз говорю, внутри Кабы я поворачиваюсь спиной к черному камню, Тебя внутрь Кабы и моя молитва никогда не принимает. Даже еще впустят. лучше. Я тебе задаю вопрос. Когда Я, ты ребята, стоишь считаю, что перед я вас черным сейчас, камнем, вот сейчас реально кто ты слушает, да? встаешь позу, тебя Слушайте, внутрь ребята, Кабы никогда не впустят. Это правда, я смотрите на тех чеченцев, которые сейчас в Европе живут. Это аузубля. Девушки вообще все уже, парни все уже, понимаете. Именно только ислам сохраняет эту самобытность чеченскую, красивую культуру, понимаете. Подожди, какой ислам сохраняет? Ислам на наше все самобытность срать хотел. Ты что тут балаболишь? Вот тебе приятно было бы увидеть чеченца, который курит и пьет. Ислам ему запрещает пить и курить. Какой ислам запрещает? Ты что? Курение в исламе вообще ни хрена, ни слова нет. Пить пророк разрешал даже. Пить пророк разрешал даже на джихаде. Пророк разрешал пить на джихаде, разрешал пить. Нет. Как нет? Ты же сейчас балаболил, что ты веришь всем хадисам. Я тебе сейчас хадис читаю, ты слушаешь. Ты сейчас говорил, что хадисам веришь. Я тебе докажу, что на джихаде можно бухать. Сейчас я тебе прочитаю. Давай пока ищи, я скажу, что я живу в исламской стране, у нас нигде алкоголя нету. Ты ислам не знаешь. Я за 11 лет Я тебя сейчас исламу научу, подожди, не болтай. Сейчас я ну ты хочешь бухать, подкинешь сейчас какой-нибудь там, не знаю, там какой-нибудь. Где там вообще можно стартовать какое-то высказывание, это что известно же. Что такое? Вот ты как мне можешь сказать, если в исламе за распитие спиртного наказание 80 ударов палкой? Как так, скажи мне, как так? Да подожди, это из-за того, что вы не знаете свой ислам, и вы не можете сказать пророк это муллам, установил что... наказание. Какой пророк установил наказание? Пророк разрешал бухать на священном джихаде. Я сейчас тебе читаю хадис из этого. Вот, смотри, Сахих аль-Бухари, я даже название его дал, 4044, сообщается, что Жабир сказал, утром в день битвы при уходе некоторые люди пили опьяняющие напитки, затем они были убиты за веру, будучи шахидами, Маша и Аллах. Вот видишь, я тебе полностью священный напиток джихада вот тут показываю. Сейчас ты заходишь на любой сайт, где тебе выдают хадисы Бухари, Муслима, проверяешь 4044 хадис. И не балаболишь, тут сидишь, ислам запрещает пить. Можно ответить ислам запрещает пить напитки. Да, не запрещает. Можно я тебе отвечу на твой вопрос? Просто я могу ответить, да? Я тебя выслушал. Ты сейчас берешься опровергать хадисы Муслима, Бухари, да? Не, у меня сейчас вообще никакой ни книги под рукой нету, как у тебя, ничего вообще. Я тебе отвечаю, дай мне в телефоне со мной. Ты зайди любой сайт. Я верю, что ты сказал достоверно. Дай я отвечу на тогда ты сейчас хочешь опровергнуть Сахих Бухари, Сахих Муслим, хадисы, да?
Да, я отвечу на твой вопрос. Могу ответить? Нет, ты хочешь опровергнуть хадисы, да, как я Я тебе сейчас понял? отвечу Ты на твой вопрос. хочешь Я отвечу. опровергнуть Дай мне ответить на хадис, твой вопрос. что на джихаде можно пить опьяняющие напитки, Ты да? сказал, Ты что этот это была хадис, бдика. Смотри, ты смотри. Ты хочешь сказал... опровергнуть хадисы Муслима и Бухари, Я подтвердить? отвечаю на твой вопрос. Я принимаю Ты твои хочешь опровергнуть эти хадисы или нет? Нет, нет, я принимаю твои Тогда все, дальше. Я отвечаю на твой вопрос. Смотри, Аиша, радиаллаху анха, передает хадис. Я номер не знаю, я просто от памяти говорю, такой хадис достоверный. Она сказала, чтобы если пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сразу же, чтобы шаря же Подожди, это что сразу же? Это что за сразу же? А Айша кто такая вообще? Айша кто такая? Аллах, вместо Аллаха уже сидит. Дай мне ответить на вопрос, пожалуйста. У вас вместо Аллаха уже Айша сидит, да? Да, не отвечу на твой вопрос. Ты же привел мне вопрос. Да, ты на вопрос не отвечаешь. Ты ссылаешься на Айшу, 9-летнего ребенка. Ты хочешь сейчас опровергнуть, хадисы Бухари и Муслима 9-летним ребенком. Да, не ответить. Ты почему меня перебиваешь? Да, я 9-летним ребенка, которого насиловал педофил пророк. Ты сейчас хочешь ссылаться на эту девочку, которую насиловал пророк, да? Я могу ответить на вопрос. Ты просто мне рот затыкаешь, и не могу ничего сказать. Это разве справедливо? Ты вопрос за вопросом отвечаешь. Где Нохчала, где справедливость? Он мне задал вопрос, я отвечаю. Да, где Нохчала? Нохчала не означает, что ты можешь приходить и вот с высокой колокольни на нас срать, и тут плохого нету, понимаешь? Ты сейчас балаболишь, что в исламе запрещено пить алкоголь и сигареты там курить. Ты говоришь, что чеченцам это запретил ислам. А я тебе говорю, в исламе пить можно на джихаде. Да, можно, как нет. Я тебе 4044 хадис прочитал. Как нет? Я принимаю, да, я отвечу на него. Тогда как ты можешь утверждать, что нельзя пить алкоголь? Так я тебе отвечаю, дай мне ответить. Почему ты признаешь Муслим Бухари? Да, я признаю этот хадис, дай мне ответить. Тогда почему ты говоришь, что пить нельзя? Почему ты так говоришь? Дай мне ответить, почему ты перебиваешь? Да, подожди, в одном месте у вас, значит, можно, в другом не. Ты так хочешь примерно? Нет, братья, да? Кто нас сейчас слушает, это справедливо, да, он мне привел хадис, я его принял, я хочу ответить, он перебивает. Это справедливо? Он оставил. Дай мне ответить, Да, зашел, вообще зашел. Зачем тут это? Подождите. Братья, у вас есть справедливо? Чеченцы же справедливые, субханаллах. Дайте я отвечу на вопрос. Хватит нам нашу справедливость. Ну дайте я отвечу на вопрос. И вы же мне задали, я же как еврей, подождите, я же не как еврей с вопросом на вопрос. Я подправлю, вопрос, я отвечаю. Чтобы ваш спор чуть-чуть выровнять, да, вот эту ситуацию, я чуть подправлю. Тут имеется в виду хадис достоверный, который передает нам предание, то, что эти люди во время Ухудской битвы напились, короче, да. И, будучи бухими, стали шахидами. То есть этот факт мы просто фиксируем. А дальше ты можешь потом приводить аят, запрещающий, короче, спиртное и так далее. Пожалуйста. Да, я отвечу. Просто, пожалуйста, не перебивайте. Уже перебивать мне сложно потом это все вспомнить и собраться. Вот Аиша, радиаллаху анха, передает, это ее высказывание. Она сказала, номер хадиса скажи, да, экран. Дайте ответить, субханаллах. Номер хадиса. Дайте я отвечу, пожалуйста, потом вопрос задавать. Могу я ответить? Не перебивайте, пожалуйста, дайте мне сказать. Аиша, радиаллаху анха, передает ее высказывание. Если пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, сразу, как пришел ислам, да, и он сразу бы запретил бы алкоголь, никто бы ислам бы не принял, потому что уровень невежества арабов... Аиша лучше Аллаха и пророка знала, да? Аиша понимала лучше Аллаха. Не, подожди. Аиша, по твоему мнению, Аиша лучше Аллаха и пророка знала, что люди не примут ислам, да? Ты меня перебиваешь. Да? Да или нет? Да или нет? Хамза. Возьмем Хамзу. Хамза погиб на Ухуде. Хамза бухал. Бухой тоже. Подожди. Хамза тоже выпивал спиртное. И есть даже хадис, когда Али
хотел жениться, он взял махрам верблюда, Хамза пивал вино, и эта танцовщица сказала: убей этого верблюда, и он убил верблюда Али. А этот Али взял этот верблюд как махрам, и он печалился. Думаешь, да, это правда, что в Ухуде, и Хамза, кстати, стал шахидом на Ухуде. И смотрите, ислам был Будучи бухим, да? Будучи бухой шахид. Почему бухой шахид, да? Ну, бухой шахид был, да? Бухой шахид. Дай мне рассказать, субханаллах. Да или нет? Бухой шахид был или нет? Ну, выпивали они, им еще Ну, тогда бухой шахид скажи, бухой шахид, вот все, дальше. Субханаллах, как тяжело с вами. Вы не слушаете, проблема в чем? Вы боитесь слушать. Смотри, вам когда разъясняешь, вы боитесь. Почему вы боитесь? Чеченцы ничего не боятся. Ты тоже очень сложный, я тебя сейчас выключу. Ты тоже сложный пассажир, вот с тобой никак. Так я вам отвечаю на ваш вопрос. Знаете, вот вы привыкли... С тобой, видишь, даже я сейчас не договорюсь, мысль, которую хотел тебе сказать, ты уже меня 20 раз перебил. Вы привыкли с лохами общаться, с малолетками, которые вам ответить не могут. А так кто-то появляется... Да ты на себе возомнил сейчас. Это несправедливо. Тормози, Абу Вальдемар, тормози. Никакие тут не малолетками, ничего. Эта тема насчет спиртного, это понятно, что там говорят, что отменили, да, потому что в одном аяте есть про вино, другой аят якобы отменил. Отменили очень поздно. Это Умар. Когда уже Умар, смотри. Когда мы Умар принял ислам, тоже, подожди, Умар принял ислам, подожди сказать. Умар принял ислам, Ты очень сложный пассажир, подожди, мы это тоже здесь разбирали. На каком году это было принято, когда они бухими там на намазе, уля, югаль, кафирун не могли правильно прочитать. Потом после этого там отменили. Но дело в том, что если вот так не выключить и не договорить, ты очень сложный пассажир. Дело в том, что сам этот хадис, что там бухи на Ухуде, то есть через этот Ухуд нам хотят передать какое-то мощное предание, посыл, пример для подражания. Но тут кроется вот этот вот дьявол в некоторых деталях. А именно то, что там люди бухие были. И на тот период, по всей видимости, не было аята, который отменял уже не дозволял мать, то есть вот этот запрет матери еще не было неспослано, то есть там много чего. И если вот это все ковырять, там очень воняет, вот от этого всего. Вот в этом весь посыл. А так, то, что отменили потом, это понятно, лоху здесь. Где ты? Куда ты делся? Куда делся Абу Вальдемар? Так, вот он, нашелся Абу Вальдемар. Мне микрофон отключили. Да, ты не терпишь просто, когда дискуссия идет, но не можешь дождаться. Нет, смотри, надо быть справедливой же. Он мне задал вопрос, я отвечаю и перебиваю, понимаешь? Просто дайте ответить, дайте минуту хотя бы ответить. Я вообще хадис проблем вообще никаких не вижу. Это было как бы отмененное, понимаете? Типа, и он говорит, что можно пить спиртное. Как так? Это же несправедливо. Да, раньше можно было пить спиртное. Допустим, я когда только принял ислам, только принял ислам, зашел в ислам, у меня тоже куча было ошибок, я не знал, понимаете? Потом я знал, так делать нельзя, все. По чуть-чуть, ислам по чуть-чуть заходит. Не можешь сразу зайти шариатом, вот сразу, да, вот все, давай. Не, по чуть-чуть. Аиша радиллаху анха и сказала, что если бы вот это был бы запрет на алкоголь сразу, вообще никто ислам не принял. По чуть-чуть, понимаете? И какой потом довод, что в исламе можно бухать? Это же отмененное все раньше. Понятно. По чуть-чуть ислам приходил. Как и молитвы. Раньше же молились, как молился пророк Авраам, Ибрагим, алейхиссалям. Только 2 намаза было и все. Потом уже 5 стало их, понимаешь? Тоже по чуть-чуть. Тоже, что давай сейчас скажешь, у нас только 2 молитвы, что ли? Не 5 намазов. Это же довод, какой-то, странный. Несправедливый, в первую очередь. Он несправедливый довод. Это довод, что он сказал, что можно бухать в исламе, это довод несправедливый. Вы же сами это видите. Как можно утверждать это?
в исламе можно бухать. Кстати, ты одну хорошую мысль мне дал. На каком году была ниспослана сура Фатиха? Надо тоже проверить сейчас. Я это не могу сказать. Ладно, это я сам проверю. Абу Вальдемар, к тебе вопрос. Вот. Ты за то, чтобы в Российской Федерации, короче, установился полностью шариат в будущем исламское государство? Ну, я за то, чтобы это было только, ну, как у нас, в России же это федерация, да, Federation. То бишь это было на уровне федерации, допустим. Не то, допустим, в Сибири, там, где одни русские живут, они не будут по шариату жить. Допустим, на Кавказе, допустим, Дагестан. Вот это. Не, ну ты сам как бы... Ну, на уровне так, федерации, на уровне федерации, на уровне федерации. Смотри, ты сам в будущем вообще желаешь, чтобы русские приняли ислам, чтобы исламское государство установилось на русских землях? Знаешь, ты же знаешь шейха Багаудинова, он у вас в Чечне раньше преподавал, Багаудинов. Вот умер недавно. Дагестанец, да. Да. Вот он сказал как-то такую вещь, что у нас нету цели отсоединяться от России, у Дагестана, вообще у Чечни. У нас нету цели. Если все русские примут ислам, ахлин ва сахлин, welcome. Добро пожаловать. И мы будем вместе жить в государстве. Конечно, я за то, чтобы русские приняли ислам, понимаешь? Ты за то, чтобы установилось там, воцарился наконец шариат, чтобы все жили по исламу? Конечно. Будем жить себе как в Кувейте, как в Саудовской Аравии. Полностью. Это, смотри, это благо для народа, понимаешь? Смотри, я люблю вас, чеченцев. Полная поддержка. Вот. Если есть такие, как ты, еще там, я не знаю, другие, там какой-то... Ну это будет обязательно, потому что русские машалла. Полностью вас поддерживаем, машалла, чтобы вы установили халифат полностью в России. Руками. Машалла, я хочу, чтобы Путин был вашим халифом. Голубой он уже есть, халифом, чтобы хочу, чтобы он был вашим постоянно. Будем чеченцы, русские вместе шариат устанавливать. Алхамдулилля. Вам хорошего пути, вам счастливого пути. Тоже поддерживается. Вот все, которые шарикатчики там, полностью их вам дарим. Будущем. Шарикатчиков мы исправим, они будут хорошими, они будут салафитами все. Чтобы шарикат, чтобы там у себя в России установили шарикат. А мы будем вот светским государством рядом с вами. Потом знаете, мы сделаем? Договоримся, будем по соседству, договоримся, жить будем дружно. Мы потом на вас нападем, а Россия нападет на Европу, на Евросоюз. Мы вас тоже мусульманы всех сделаем. Вот, как раз. Земля будет. Тумсо, брат мусульманин, ват, и сына гумятся дер. Яран, габашни, сучка, даран, конченый. Свободы, Сабарда. Давайте, короче, возвращаемся на дискуссию, на дискуссионную тему. Просто минуту. Вальдемар, вот как раз ваш халиф об этом и говорил, вот смотри. Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата, говорят о необходимости убивать американцев и их союзников. Я думаю, что вы из страны, как раз которая является союзницей Соединенных Штатов, вы в опасности. Они говорят о необходимости убивать всех кефиров, всех не мусульман. Значит, то есть крестоносцев, как они говорят. Если вы христианин, вы в опасности. Но если вы решите отказаться от своей веры и будете атеистом, вы тоже подлежите по их рассуждениям и по их установкам ликвидации. Вы в опасности. Если вы решите стать мусульманином, то и это вас не спасет. Потому что они считают, что традиционный ислам
тоже враждебен тем целям, которые они перед собой ставят. Вы в этом случае в опасности. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Машаллах, чеченцы за Путиным стали вот так вот. Смотрите, я с Путиным знаком, ну, через пожатие одной руки. Смотрите, Путин на самом деле поменял свое отношение к фундаментальному исламу, он сейчас уже другого мнения совершенно. Мы видим, как он с Талибаном. Маша и Аллах, Маша и Аллах. Именно тоже. Филипп Киркоров. Братья, мне надо, короче, отходить, у нас скоро утренняя молитва, надо мне... Вальдемар, передай там, что мы за Путина кулачки держим полностью, иншаллах, он шахидом станет. Иншаллах, он шагаду сделает скоро, официально по ТВ. Шмакову привет передавай. Шмакову привет передавай. Да, от меня Бортникову и Патрушеву тоже. Бортникову, Патрушеву тоже. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, скажи от меня. Да. Слушайте, а у вас много таких чеченцев? Подожди, а у вас много таких чеченцев? Заходи в гости. Мы все такие законные. Просто вот это путинское говно, салафитское, исламистское. Подожди, брат, подожди. Из-за этого говна мы вот пострадали. У меня мало времени, братья, мне просто надо на молитву идти. Я скажу вам, что я лично был в Чечне, я один русский, вообще единственный русский, там, с чеченцами, там, по Катаями ходил. И я видел чеченцев, все мусульмане. С бамбой, да? С бамбой по Катаями шлялся. Да, по Катаями с бамбами чеченскими. Да, мне когда говорят, что там в Чечне русских не любят, они Да, в Катаями бамба, твой друг живет, педофил старый, бамба. Не, там все нормальные ребята, спортивные, все, машаллах, хорошие. Даже никто не матерится. Заходи, не пропадай. Вальдемар, не пропадай. Полностью не пропадай, Вальдемар. Почему ты, Вальдемар, подожди, почему ты не Абу Вальдемар? Потому что что-то какая-то кефирская вот эта у тебя надпись. Надо тебя на Абу Вальдемар. Меня Вальдемар зовут. Я же чистокровный ариец, это же арийский. Подожди, Вальдемар это кефирское имя, надо хотя бы Абу. Не, арийское, именно арийское. Да, арийцы это кефир. Почему не Абу Вальдемар? Вот этот сюда заскакивает какой-то ФФ. Это что, кто такой вообще-то? Тебя поддерживает здесь. Ибра, самое интересное, когда начинают спрашивать про камень, они все начинают тонуть. И это тоже начал из уважения, респект. Нам эти арабские респекты не нужны. Вот в чем дело. Уважение к какому-то камню нам не нужно. Мы чеченцы. Из уважения к какому-то камню поклоняться этому камню, унижая себя, вам этого не понять. С вашими рабскими душами, которые вы продали дьяволу, этому камню, вы нас не поймете. Вас как зовут? Его ветеран Ганнивал зовут. Просто вот смотри, то что просто для меня это шок. Несу разницу, которую ты сейчас здесь говорил, да, представь, камню респект, а людям, видите ли, нельзя респект проявлять, там, уважать сказку, приставать к ним. Слушайте, а вы этого антитеррор уже знаете, да, вы же с ним в одной банде, да? Подожди, ты долго говорил, я-то слушаю. Какое уважение? Ты о чем говоришь? Ты кого уважать надо, хоть ты тоже знаешь? Какое уважение к камню? Я просто слушал тебя, чтобы это регламент наш нарушать, чтобы не вмешивать. Ну, какой респект, какое уважение? Ты о чем говоришь-то? А? Тебе самому не стыдно, не смешно такие вещи рассказывать. Из уважения. Чеченцы почему встают, когда заходит старший?
уважение. Настоящие чеченцы этим и отличаются от вас. Настоящие чеченцы этим и отличаются. Он настоящий чеченец, потому что он никому не поклоняется. Просто беда нашего народа, что оболваненных у нас много. Что-то пропал куда-то. Здесь. Дело в том, что проявлять уважение к живому человеку, к старшему по возрасту, приставать к ним, то есть проявлять свою признательность, это запрещено. А камень, который вообще сам себе ничего, тем более, который унесли там 20 лет где-то в туалете у кого-то стоял там, потом его якобы нашли, принесли туда, поставили опять на место. Это вообще полный тупняк. Слушайте, Шабаб, камарады. Серьезно говорить вещи, серьезно стараешься говорить вещи, но у тебя не получается. Респект, какой респект? Ты о чем говоришь-то? А ты кому говоришь, ты хоть знаешь? Ты кому говоришь? Мы не на коленях, чтобы твои сказки слушать. Какой респект? Какое уважение к камню? Ты о чем говоришь? Ты хоть нормальный-то? У тебя мозги-то есть? Вопрос задать. Вы же свои эти убеждения открыто же не показываете среди чеченского общества. Вы же только в интернете такое говорите. Вы же не можете в Чечне открыто сказать, даже в своем тейпе. В Чечне открыто нельзя сказать, что Путин царь, Путин хуйло, Путин там убил чеченский народ, убивал насиловал. Я в Чечне был, подожди, неправда. Ты видел, что в Чечне говорили, что Путин кафир? Ты слышал? В Тумкаре. Мы так этого Путина по нему проехались там. Вальдемар, ты знаешь, что вот в российских тюрьмах еще при Советском Союзе, в тюрьмах, вообще вот в этой судебной системе, что людей насилуют дубинками, на бутылки сажают, что шваброй насилуют. Ты знаешь это? Мы сейчас с этим боремся. Сейчас смотрите, когда... Нет, ты же знаешь, что такая культура есть давно уже, со времен Советского Союза. По поводу тюрьмы. Это очень интересно. До войны, Великой Отечественной. Не съезжай с темы. Сначала я тебе отвечаю на вопрос, подожди. Сначала на вопрос ответь, не съезжай с темы. Я у тебя спрашиваю. Ты знаешь, что в Российской Федерации, а прежде в Советском Союзе практиковалась вот эта вот практика, скажем так, насилования, там, дубинками, сажания на бутылки, битьё током. Вот такие вот эти самые культура вот такая. Смотри, я отвечаю. Ты же в курсе, что это? Я знаю, я тебе здесь отвечаю. Смотри, петушатина, то есть это пошла откуда? От воров в законе. Потому что до войны все зоны были черными. Смотри, я не о петушатине, я о вот этих кухарях. Именно о правоохранительных, так называемых. Нет, Смотри, зоны до войны были черными все. Потом после войны был такой город Варшава. Смотри, ты перебиваешь, слушай меня. В России, да, скажем так, помягче, со времен Советского Союза, то, что именно со стороны правоохранителей, людей, чтобы из них выбить показания, иногда, чтобы их проучить там, именно тюремщиков, вот этих людей, находящихся в заключении, то, что их насилуют швабрами, дубинками, бьют там током, избивают, сажают на бутылки. А вот этих фактах ты знаешь? Я тебе и говорю про них. Дай мне ответить. Я тебя послушал сейчас. Дай мне тоже сказать. Смотри, я тебе рассказываю, почему так пошло. До войны все зоны были черными. После войны был такой Вова Варшава. Он начал красить зоны в красный цвет, чтобы сучивать воров. Сейчас идет новое перекрашивание зоны уже красные и черные в зеленые зоны, мусульманские. Ислам, я тебе не о воровских вот этих вот там, о воровских. Я тебе отвечаю на вопрос по поводу швабры. Я тебе говорю о официальных вот этих вот структурах. Вот мы этим занимаемся, смотри, сейчас все зоны, они перекрашиваются в зеленые. Понимаешь, зеленые. Если человека даже и опустили, петухом сделали, он в исламе, он остается человеком.
его принимают в общество. Алло, Потому что 29-й. Алло, шариат 29-й. ислам, Я тебе не шариат или казоновский, ислам петушников. покончит с Я этой тебе не пидорасией. внутризоновской вот этой вот системе, которую там воры установили. Я тебе говорю о так называемых правоохранительных органах, которые... Нет, они называются официально правоохранительные. Они содержат людей вот в этих застенках. Они отвечают за порядок якобы, они отвечают за всю вот эту вот. Да. Да, да. То есть вот эти вот правоохранители, то, что они недоработка ФСБ. И не должно ФСБ такими вот людьми заниматься. Это их работа. Алло. Это их работа. Алло, ФСБ, ГРУ и все остальные люди, когда находятся в заключении, приходят туда и выбивают там из этих людей вот таким образом показания. Да, пресс-карты, да. Ну что ты тогда уходишь, съезжаешь на тему каких-то там воров там, и так далее? Я говорю, да, это есть пресс-карты. Я тебе говорю про культуру со времен царской охранки, со времен Ивана Грозного, когда на кол людей сажают. То есть вот эта культура, да, когда извращенными, да, извращенными вот этими методами. Вот этот вот по шариату, вот это вот вам нужно там как бы... Я считаю, что вот с этим, во-первых, я считаю, что ФСБ, во-первых, где-то есть упущение, что такие люди есть. Во-первых, ФСБ с этим борется, чтобы такого не было. Вообще, я считаю, что должен шариат быть, чтобы... Молодец. Идут нам, получается, ФСБ, Вальдемар, ФСБ сейчас в Ахлюсуне есть тоже наши братья? Да, там есть наши агенты, конечно. Ты знаешь, что ФСБ уже наши братья, которые там, ты знаешь, что они уже ФСБ расшифровывают как фи-сабилилля. ФСБ это как фи-сабилилля, вот эту вот аббревиатуру, вот так вот ее как бы расшифровывают. Ну смотри, ФСБ как переводится? Федеральная служба безопасности, да? Нет, фи-сабилилля. Ты имеешь это, что ли? Точно. Да. Точно, ФСБ. Фи-сабилилля. Наши братья есть же? Тогда я ФСБшник. Да какая разница, главное, ты... Нет, ты сказал правильно по поводу вот этой швабры, эта тема вообще не больная, это не здоровая, это вообще ломание психики, такого вообще не должно быть. Это должно наказывать, это должно с этим бороться. Это ненормально. Это вообще... Сколько уже примерно в процентном соотношении ФСБ салафитов? Ну, смотри, раньше у них как было, они были врожденные к салафитам, потому что там война была, да. Сейчас просто и у Путина самого у него изменилось мнение об фундаменталистах. Помните, как раньше фундаменталисты, да, а сейчас наоборот уже респект, потому что они поняли, что фундаменталисты настоящие, за ними есть надежность, стабильность, безопасность. Посмотри на салафистские страны, допустим, да, фундаменталистские, там, Саудовская Аравия, да. Путин скрытый салафит, да? Путин скрытый салафит, да? Но он сочувствующий, можно так сказать. Он уже не такой скрытый, это стало недавно, потому что это недавно стало. Смотри, он очень долго убивал мусульман, да, как татаро-монголы, да. Потом в итоге, это, знаете, это традиция Аллаха, допустим, кто враждует с исламом, в конце становится мусульманином. Как татаро-монголы, они убивали мусульман, в итоге приняли ислам. Да? Путин то же самое, возможно, он уже принял ислам. Аллаху алям. Что у него есть какие-то моменты исламские реально. Меня знаешь, что напоминает Путин? Это вот этот был Эфенди такой. В Дагестане, этот самый святой. И про него анекдот рассказывают, что Эфенди типа обманул ребятишек и сказал, что на соседней улице там какая-то раздают конфеты всем на тележке. Да. И все начали туда бежать, и Эфенди, который уже удивился, там пошел ажиотаж, и сам рванул, говорят, туда, уже не удержался. Вот, по-моему, с Путиным тоже что-то такое произошло, да? Автор всего салафизма, который там заказывал это
на Ближнем Востоке, который полностью этой идеологией нам привносил, да, и на концовке сам как бы туда тоже рванулся. Нырнул туда, брат. Салифист. Слушайте, в этого шейха Ну, это закинули только в группу рассказы. Ну, это этого только рассказы. Фейсуна, ГПТ, короче, который розы дарит мужику. Слушайте, можно сказать, алло, я сейчас просто чеченцы, Нормально, ты что, вот, штамел, это что, всех целуешь. Нормально, наверное. Камел, да и ты что, гумада, нормально, да. И, Вальдемар, главное, не пропадай, мы тебя тут... чеченцы, Смотри, я сейчас, короче, через 5 минут вас покину, нужно будет на молитву идти. Шевченко тоже можно привести, у нас тоже к нему вопросы. Дайте мне на пассажок кое-что сказать вам, просто я сейчас через 5 минут иду, у нас молитва будет фаджр. Вы это в группе публиковали араба, который там цветы дарит, он там тащится, короче, да, ЛГБТ, да. Я сам эту тему не приветствую, потому что этот араб, ему вообще нельзя что-то за ислам говорить, он наоборот людей отталкивает. Потому что вот салафиты как говорят, алузу биля мин ана, потому что я продвигаю к Аллаху от самого себя. Он любит постоянно про себя что-то рассказывать. У него лекцию, если включаешь, он постоянно я там себя хвалит. У него манхаш не очень салафитский. Владимир, ты что, И переобулся? он сам как будто на вас работает. Такой ролик записал, как ему цветы дарят, да, это вообще неправильно. Это я вообще порицаю это. Я не знаю, какие Ну, на нас много кто работает. Костецкий тоже, на вас например, работает, на нас реально, работает. он как будто специально... Костецкий тоже на нас работает, если что, можешь Как там будто передать. фигню снял какую-то, знает прекрасно кавказский менталитет, да, розы, да. Вообще, я вообще никогда про это не слышал. Я живу уже 11 лет в Саудовской Аравии, в Кувейте, да, я ни разу не видел, только мужику розу дарили. Если тут саудиту розу подарить, он тебе... Не, пророку дарили цветы. Подожди, не откуда надо. Откуда они цветы взяли в пустыне? Скажи. Ты скажи мне, откуда? Владимир, если ты никогда не уходил из аула, это не значит, что мира за аулом не существует. Если хочешь, я тебе могу блогеров и тысячи людей показать, как прямо саудовские шейхи Саудовской Аравии подходят парням молодым и просят у них, короче, согласие, как девушку там знакомиться, подходят, снять ее, чтобы. Вот так же подходят, там их тысячи, что ты тут рассказываешь? Антитеррор, это ты, да? Да, он. Ты родновер, да? Кефир. Да, не перебивайте. Ты родновер, да? Да. Слава роду, смерть родом, да? Алло, слышно, нет? Сейчас я тебе покажу, откуда на Беларусь совершалось нападение. Халиф, у тебя есть под рукой? Антитеррор. Я раньше тоже, как и ты, был этим родновером. Тоже там ислам, мусульман особо не любил. Тоже как ты, как бы. Но я, альхамдулля, 27 лет я ислам принял. Альхамдулля. Я сначала хотел к вам в Чечню переехать жить. Потом вот Господь открыл мне дорогу на Кувейт. Я в Кувейт переехал. Альхамдулля. Но вас, чеченцев, я люблю, уважаю, несмотря на все эти вот ваши вещи, вот эти, которые сейчас происходят. Я хотел бы с тобой поговорить. Можно? Как тебе дорогу открыл Аллах? Можно узнать? Как тебе дорогу открыл Аллах? Что ты узнал? Я хотел с тобой поговорить, да, вот ты сейчас сам вышел. Машаллах. Да, вот. Смотри, у нас... Подожди, не перебивайте, это важно. У нас через 5 минут, мне нужно уходить, у нас утренняя молитва, фаджр будет. Я не могу общаться. Давай, может, завтра встречу назначим, поговорить про религию и все там. Я просто сам бывший, как и ты, тоже родновер. Я вообще мусульман терпеть не мог раньше. Больше, чем ты даже. Был нациком. Просто я в 27 лет... Я не нацик, это первое. Ты, наверное, бывший родновер, но ты не бывший мусульманин, как я. Не, я родновер, да, у нас было мы делали эти капищи, все вот это вот. Мы еще в боях участвовали. Да это не имеет никакого значения. Ваше родноверие, наше родноверие, это разные вещи. Ну, суть куфра, религия, она одна, поклонение этим всяким... Можно один вопрос тебе? Ты даже смотри, ты вставляешь музыку, я видел вот эту правую, русскую, там есть группа, Калаврат называлась, там, я не помню, певца, как бы ты используешь все это вот...
тематику, эту правую, русскую, эту языческую. Где вообще разницы нету, русская, не русская, любая здравая, любая хорошая, полезная вещь, А все, теперь что можете мне я нравится. вопрос задать? Мне надо уходить просто. Ты говорил, что раньше ты был в исламе, да? Вот ты был мусульманином Смотри, раньше. Давно. вот таких там нету, ты говоришь, да? Подождите, братья, не перебивайте, мне надо интересный вопрос задать, реально, это очень интересно. Антитеррор. Антитеррор. Да, Слушай, да, мне правда, у меня сейчас молитва будет, мне надо уходить. Давай завтра, как можно нам с тобой поговорить? Ты, по-моему, там где-то вообще это самое, в замкнутом пространстве Не находишься. перебивайте, если пожалуйста, ты- дайте мне вопрос задать, ответить, я пойду. завтра я не знаю, братан, завтра я не знаю. Приходи, когда эфир, поговорим. У меня Просто, вопрос. правда, я бы с удовольствием с тобой поговорил бы даже под запись, ну просто мне нужно сейчас на молитву идти, на фаджр, не могу пропустить. В Афганистан, в Афганистан переехать не было у тебя? Что? Антитеррор, давай когда завтра сюда в группу, ты куда можно к тебе там, есть какие-то там тебе написать в личку, как это, на связь выйти? Можешь сюда заходить. В личку не надо писать, личку, короче, с тобой общаться, у меня времени нет, братан. Да у меня тоже времени Я нет. очень занятой человек, как ты видишь, распространением слова Аллаха занимаюсь, пока вы там шляетесь где-то по Индонезиям, Египтам, Кувейтам, короче, там Просто херней я хотел с тобой занимаетесь. пообщаться, пока есть возможность, понимаешь? Тебя просто ищут, понимаешь, голову там отрежут, потом знаешь, лучше пока есть возможность пообщаться нормально, знаешь, там. Я думал, что это наоборот, я их ищу. Но Оказалось, ты реально, меня ищут. ты реальный смертник, слушай. Да. Вот такие там его ищут. Не, просто я знаю, у тебя идет охота. Просто пока есть возможность пообщаться, слушай. Слушайте, надо, короче, завтра, во сколько мне лучше по времени, как примерно зайти сюда в группу, пообщаться? Без 4:30. Смотри, там, Парма, там, петухи взбунтовались, говорят, тебя ищут. Ладно, давайте я покидаю вас. Да, удачи, слава Не Богу. пропадай, не пропадай. Слава Богу, что ты нас покидаешь. Алхамдулилля. Слава Аллаху, что русские принимают ислам, приходят к истине. Алхамдулилля, та'ала ва баракатуху. Алхамдулилля, алхамдулилля, алхамдулилля. Да, скоро русские начнут совокупляться с 11 женами, купаясь только один раз и вообще без, потомков останутся и вымрут, как семейство своего пророка, Слава Аллаху! И заживет весь мир, Давай, антитеррор. Давай. Да, я думал, ты ушел, за спиной тебе. Этого. Нет, у меня правда молитва, я не могу. Абу Вальдемар. Вы же Шакера. знаете. Вы же знаете. Шакера, найди что 2 там, совершенных Шакера. раката. Подожди, не перебивайте, суду просто. Вы же знаете, что 2 совершенных Абу раката Вальдемар. перед утренней молитвой лучше, чем весь этот мир. Поэтому я ухожу. 2 совершенных раката – это 4 раза становление позы в раком арабскому идолу, который находится в Каабе. Когда-то ты сказал, что ты когда-то был там родновером, что вы строили там капище. Сейчас тоже ты остаешься язычником, просто ты поменял свое капище и капище своих предков на капище арабских. На капище арабских предков и поклоняешься в сторону арабского капища, хранилища идолов, которое при этом сделано в образе женской богини Аллат, ее вагины, женской вагины, клитор. То есть ничего не поменялось, просто ты стал манкуртом и духовным мигрантом, и все. Смотри, ты утверждаешь, что я поклоняюсь черному камню. Ответь на мой Абсолютно вопрос верно. сейчас. Прямо сейчас ответь на мой вопрос, смотри. Когда я захожу внутрь Кабы, я поворачиваюсь спиной, либо боком, неважно какую сторону вообще, не лицом к черному камню и молюсь в любую сторону. Вот как это объяснить? Как ты можешь в любую сторону молиться, если Кааба – это направление кибла? Я имею в виду внутри Кабы. Ты нас не расслышал. Ну, как ты Внутри можешь Кабы. внутри... Да, вопрос, Ну. как ты можешь внутри Каабы
в любую сторону молиться. Вообще, как ты можешь внутрь Каабы заходить, если Кааба Да, это идол? это дозволено. Я захожу внутрь Каабы, поворачиваюсь спиной к черному камню и молюсь, и моя молитва принимается. Я понимаю, это дозволено, это же конечно, там. Это же опровержение твоего Это дозволено, это понятно, это дозволено в арабской сказке, но я тебе задаю логически, там, истина, правда, ты же мне тут рассказываешь какие-то слова, говоришь. Вот по логике, как у тебя может быть там внутри, как ты можешь заходить и вообще куда-то поворачиваться, если у тебя, по сути, Кааба, это и есть кибла, направление. Да, это кибла. А ты тоже смотри, я, допустим, когда нахожусь в сафари, допустим, да, я выхожу в пустыню, я могу по звездам определить направление Каабы. Тоже и в Чечне могу по звездам определить направление Каабы. Это же не просто так, это же не совпадение, это же Господь установил нам звезды. Две причины. Не совпадение. Какая разница? Это совпадение. Ты умеешь ты находить по звездам. И звезды, созвездия, которые... Нет, послушай, то, что ты умеешь находить по звездам направление арабского хранилища языческих идолов, тут никакого значения роли не играет, ничего не меняется. Ты идолопоклонник, но теперь еще хуже. Но теперь еще хуже. Предатель своих предков, которые убивали, да? Те, кому ты сейчас примазался. Притом духовный мигрант. И вообще, короче, какую-то, не знаю, 1000 ступеней ниже упал. Вообще, там ни образования, ни гигиены, ни хрена вообще нету. Аллахе, мне хочется с тобой поговорить, но мне нужно идти на молитву, я извиняюсь. Да я понял, ты 1000 раз уже это сказал, я понял. Просто реально время поджимает, нужно идти. Давай завтра, хорошо? Да, быстрее помолись арабскому идолу. Прям рекламу. И барашку тоже в жертву приносить не забудь ему. Вы тоже помолитесь, Аллаху Субхану Тааля, хватит уже это самое. Мы бы ему помолились бы, если бы он существовал бы. Астагфируллах. Давай завтра продолжим разговор, хорошо? Без проблем. Приводи Сатера, приведи Сатера, куда-то он пропал. Ради Аллаха, не приводи никакого арабского там мусульманского. Тебе повезло просто родиться. Тебе просто повезло родиться. Тебе повезло просто родиться в России, в русскоязычной среде, где есть хоть какое-то образование. Поэтому не приводи этих тупых людей, я с ними говорить не буду. Антитеррор, послушай, ты знаешь, что на самом деле опасными вещами занимаешься. Ты заставляешь, чтобы чеченцы покинули ислам. И ты знаешь, что большинство чеченцев из-за тебя могут просто жизнь самоубийством покончить. Они просто без ислама не будут находить. Что это значит? Понимаешь? Как это мы жили 300 лет, 200 лет назад, когда вообще ничего не знали об исламе? Случаев самоубийства не было, что ли? Были же случаи самоубийства. Мусульмане никогда не кончают жизнь самоубийством. В основном это неверующие. Что это значит? Мусульмане никогда не кончают жизнь самоубийством. Вот 2 года назад. Вот 2 года назад мечеть зашел один мусульманин. Я же говорю что-то, я же отвечаю. Ты говоришь, что мусульмане никогда не покончат жизнь самоубийством. Я отвечаю. Вот год назад в мечеть зашел мусульманин, только в форме ГАИ. За ним вошел молодой парень, как и ты, который наслушался этих ублюдков, проповедников ислама. Зарезал его в мечети, зная, что его как собаку, последнего шакала застрелят. Убил его и дал себя застрелить. Это что, не самоубийство? Зашел неделю назад в церковь в Сирии, греческую древнюю церковь. Расстрелял там всех людей, а затем взорвался. Что это такое, если не самоубийство? Что ты мне тут лезешь? Слушай, я за хариджитов и придурков не отвечаю. Ты же знаешь Шамиля Маликова, да? Что значит? Это когда вашему аргументу что-то против вас из ваших показывают и опровергают, сразу вы отказываетесь. Это не мусульмане. Подожди, он этих христиан расстрелял во имя твоего... Он этих христиан расстрелял не во имя твоего Бога Аллаха, что ли? Он ради Иисуса их расстрелял. Антитеррор. Твой адепт, который тебя слушает, зашел на прямой эфир Шамилю Маликову. Я сам лично слышал. Записи нету, но я свидетель тому. Он чеченец,
он на данный момент он атеист, потому что вот как бы, ну, как и здесь. Что значит мой адепт? Он себя Я слушает, отвечаю только за себя. Я ни за кого не отвечаю, я никакую религию никому не проповедую. Я рассказываю людям, что ислам это ложь и мерзость. Что ислам это ложь и мерзость. Все. Дальше люди сами делают, сами выбирают, что они делают. Не надо мне тут рассказывать про личности. Личности везде, без религии, с религией, ничего, никакого отношения, никакого значения религия роль не играет в личности. Понимаешь? Я за чеченцев говорю, а не за личность. Смотри, у меня время ограничено, потому что мне надо сейчас на молитву идти. Я хочу с тобой продолжить разговор, давай завтра. Смотри, к Шамилю Маликову на прямой эфир зашел чеченец, атеист, язычник, как вот твои адепты, да, он тебя слушает, он сказал. И он начал сказал ему Шамилю Маликову, Аллах, я свидетель там. Он сказал, я в будущем приду в ислам обязательно. Просто пока я сейчас вот такой занимаюсь вещами, но я в будущем я обязательно... Подожди, почему ты за чеченцев отвечаешь, а не за русских? Подождите, пожалуйста. Какое у тебя доказательство, что это был не мусульманин сам, который зашел и там просто... Не, он до этого долго спорил с Шамилем Маликовым. Он очень до этого... Да, Шамилем Маликовым, Шамиля Маликова сидят такие ублюдки, которые разговаривают на чеченском языке, лежат ему пятую точку, которые способны на всякое. И тут не факт, что это был мой слушатель и так далее. Да и если слушатель не имеет значения, меня это не волнует. Мое дело, самое главное, знаешь, что такое? Что ислам это ложь и мерзость. И все. Кто там будет? Миллиарды там. Весь мир станет мусульманским. Это дух, который внутри этого тела. Он будет с Богом. И никогда не поклониться этому идолу. Это самое главное. Антитеррор. Давай завтра продолжим разговор. У нас сейчас молитва, правда. Я понял, ты уже миллион раз это сказал. Не, просто есть немножко времени. Давай я ухожу. Ты уже опоздал. Завтра, короче, продолжим. Уже миллиард первый раз ты это говоришь. Вы только меня не блокируете, ничего это самое. Я же нормально с Адамом разговариваю. Ни в коем случае. Сакера тоже приводи, скажи, не проблема, не давайте будете завтра поговорим, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Давайте завтра поговорим. Уходи, пожалуйста. Мы тебя уважаем. Ассаляму алейкум, ахи, ва рахматуллахи та'ала ва баракату. Уходи с миром, добром. Всего самого идолского, наилучшего арабского тебе. Давайте, пока. Побольше русских в ислам приведи, иншаллах. Да, иншаллах, та'ала ва баракату. Вассалам. Inak nici așa boșă, grup nici ne avem și Сакер просто поломался, Вальдемара уже подтянули. Вальдемар, تعصن ديكنا ورسخت خلي أنا أوتني نماذج. ها Вальдемар, ты сехду. وياخذ واقروني وإن شاء الله. Слушай, а Каби чует собака? Типа выча был. Чего сейчас? Заметьте, мелчал, да, видишь, беда, чего? لا استنقام للحو عدا لا بحاجة تشوتر وشوات عصمة يا تشوف شملو تشاور وادر. Не, витеру, Кадырович, ничего, и он чё. Кадыров, я да, чуть-чуть я не нагдуется, но что санги. Что дальше, что витер царан сега, а проблем не отрезал. Ока, Аша, клип видео, да, я завелся. Нормально, хорошо работаешь. Арбом, он забьешь. Сертия, айна шоуденчик. الله أبدي الله ناخذ دون الله لندن. Рожо, арбо ундуйстеши, да, арбо ундуйстеши, да, арбо дук дигна, бо арбо шука, христианинч, бо язычникч, бо ценал болбоакш, инджари дигадмаш, ду, за претензиятва арбоак.
Просто شو صار العربوي وطاين и بدي قالت هو حقيدوش بول وتاك بقطة طعم. Avslutningen عدل شوي alltså barn tamma barn kasut kan då för att mycket av sig så لا ضحكم فندو خان اشتاتشو والدمار هذا تتصورون جنون تدو فوي ملتي الناس ما هو لتشوف تيجر هو ده تشكى ولا Эй, шакалы, смотрите, вот вы пидоры, да, конченые. ما شاء الله еще один поклонник Ого, как нас это задело? включай. Короче, Выпускай кракен. Ибрагим, как раз видео я просто сейчас только что делал видео. Тут, короче, полностью я осознал, почему они тебя так ведут. Потому что, поскольку суфизма уже нету, они полностью в салафитов превратились, а их главные два бога их религии, салафизм, это Ибн Таймия и Ибн Аль-Каим. И они разъясняют, укуси за член своего отца хадис. И Маджмуль Фатава, 28 томе, 422 странице, Ибн Таймия приводит это, то, во что эти люди превратились. Вот по этой логике они полностью превратились в этих ничтожеств, которые за всякий этот сброд, который сюда заходит, предав свое и своих предков, рут за них свои пятые точки. Так вот его слова он разъясняет. Посланник Аллаха сказал: кто станет гордиться своим происхождением, как это было во времена невежества, тому скажите: укуси за член своего отца. И не смягчайте выражение, то есть не используйте эвфемизмов. Однажды Убей ибн Кааб услышал, как один человек воскликнул: «О, к тому-то!» Он сказал ему: укуси половой орган своего отца. Тогда тот сказал: «О, Абу Аль-Мунзир, ты ведь не был грубым человеком». Убей ответил: «Именно этому нас и учил посланник Аллаха». То есть даже сами арабы, поэтому у меня нету никаких претензий к арабам, которые не мусульмане. То есть для арабов, которых вот так сами мусульмане, арабы оскорбляют своих предков, там всякую фигню на них навешивают, вообще превратили их, описывают их как вообще ничтожеств, грязных язычников и так далее. То есть они даже удивлены здесь. Ты же не был таким грубым человеком, ему говорят. И Убей отвечает: именно этому нас и учил посланник Аллаха. Пояснение к словам посланника Аллаха, кто станет называть лозунгом джахилии, это означает, что человек призывает к тем племенным или партийным объединениям времен джахилии. Например, говорит: о люди Кайса, о йеменцы, о племя Хиляд, о племя Асад. Тут можно добавить: о чеченцы. Тот, кто фанатично поддерживает жителей своей местности, своей секты, своей религиозной школы, своего пути, своих родственников или друзей, исключая других, в том есть проявление джахилии. Истинные верующие должны быть таковы. Тут он, конечно, философствует, но можно было бы закончить на словах: превращайтесь в магометян, в магомедов, не помнящих родства. Но зачитаю. Как велел им Аллах: держаться за веру Аллаха, за его книгу и за сунну его посланника. Их книга одна, их религия одна, их пророк один, их Господь один. Нет божества, кроме него, ему Аллах в первую очередь, первую жизнь и последнюю. Ему принадлежит суд, и к нему вы будете возвращены. Аллах Всевышний сказал: о, вы, кто уверовали, бойтесь Аллаха, бла-бла-бла-бла-бла, и так далее. То есть тут поэтому у них полностью отняли национальность. И они своего человека, чеченец, у них нету таких понятий. Абсолютно. Они братья порноактрис, геев, трансвеститов, которые просто принимают арабского идола. Все. Для них трансвестит ближе, чем чеченцы, чем их предки, чем их родители, чем весь чеченский народ. Вот что с ними случилось. Да, шмялдук бала, ладелу самсантир. Самилеат, шимилеат, джимбошалеат, شو إيش ويلي وش دواح شو الموسى أنت إذا تدري سووق ضيق الدكتور شو أنت إذا
ребята вас, походу, арабы жестко насаживали. Ну, сейчас я передам трубку. Давай, Халифа тут тоже лево насаживали, его пришел. матушку. Тут лево Свободец, пришел. Халифа Халифа, тебя я насаживали арабы, Это сейчас да, негры Халиф, насаживали. Сейчас о, передам. Халиф. Всех вас Амиготан, свободец. засаживали. Хаджа, всадник, ряд, вот, мухет, он вот сюда посмотри просто. Он оценку, бусул баджаму. Son комментарии мечаво. Переди чужо, коварди нерсо на что, гейта даже бэкмундуш. İbrahim kuşmaya tuma Гуш этер, ука нерегуш. Это. Яйца. Контор, наверное, подтягивать был подтягивать был на бельверш конторе настояться. И тумсо, ваша вас, брат мусульман, и его руку очень скоро. Цун забьет я дадел, цун дают тяга. شيء دار عيوريات إذا تنوشا قجو شيء تب ما يعتشي. Нет, брат мусульманин вас, это наш брат мусульманин вас. Ну, герой. هو شو يشتغل على وشات فشي شيء دار. Еще Джоуди Волчебин собрал, что Сирияц, того еще задышит в учебе. Тогда и очень юкте сценарий улица, кячуш. Та Абу Мариам, та славянский имарат, бошел, та яцкий мусорный трият. Очень задышит, короче, поставляет, пяшло. Да, цанига, цады два фрухом, юч. Тоже сам стилдин. Ты что, ага, фила юди, том свои цаниши, короче. وتعقى شوية عقون غدا سيغتنا هم شيء يزا تديرون بدل يعقون Имам вообще дичь, да, мандат, и ударки, да, и мандатца. Да, ди бедор, шо, зудят. Я не знаю, что типа не аел, что это не ревешь, воше, глаз жалуется на воше, чуит. Sonda madari duyucu naşı gala madari işte واحد مون سوالج وينوس سموات تأخير ناش برا تقينا أخوك وتوات جاوية تولد بقى أيوة هارين توات مدات بقى تشوفي فوال Merchti ayalar kandidati i bot karpajva. ناش يرلو إيجي شغله شوجي موات شغلته بق جاوية شوج الله أخوك تاخد من موات مالي Металлический привкус почувствовал баритон. Soms het tieši tā žaucen dīten cām cigine, ja dat skatē pēc savas morštikām, ja dat di pušri da tjāja. Нет, это он, специально организован, да, мечат, вот ешь, вот, да, сюда. Специально, это, ну, нантига, налеса, это он в Соседней Азии, где-то на наркотиках попался он. Российская тюрьма, ходят, цыган, бомба без работы, тебе 15 тысяч евро дадут. Надо даруется реаль, да, даруется реаль. Иш организовано, да, и дега. Вайт на гвастике, жал и там больше, будет жалуется, нет, цену карта жалкая тоже касательный. وبراش معكوس ما نجي كده حما خود الله أخو معتم توش ما توم سؤال إيه عيوال على لك الله Да ФСБ, что это было, берешь уже тут.
До того у них дела плохо идут. Леха, Красиков Маватцин Уана Гуаци. Мичонок захитился. А? Тумтун Красиков Уани Архур Даркбадас. Красиков Ханюет Махаюет. Красиков Зенник Ханюет Махаюет. А у него другое задание было убрать человека. Хара Каруавеш Укит Удач. Нахал Штеши Тумдит. А Красиков Чукула, а Красиков не каждый ханка швидный сандо. Темло волчу санд ищут Красиков. Это акон хинего. Красиков сам возлата начало. Возбудить. Что случилось? Хуй, да Хангашвили, да, чечен там кушам хелонтон специально вайт урса именно из Югорвяка. Она комбина лерду ал хушума дастига, где он там что участвовал. И он и он говорит нерта, классика, у вас личный до киллер Путина. В общем, 5 век, то есть Мухаммед вполне мог... Леха, это беш маца, штук беш, дядька делер, дуй. تمش بيتر خلا متى تمش بنيت شباب متاهما وجه قوش موال حرب وجه أنا هتوب كويشي وجه والمتكيوتش دي راس كيوم Не, бог, ветеран, бог. Грузия мои не как покушение. Где могу я снишь, Грузия лучше. Сигар Германия, да он сидят, я вот, личный киллер Путин. Да, уж лысый, сматываешь, да он, а я соответственно записать, Минут через 10 зайди. Почему об этом нигде ничего не Да, dit nam gewoon dit salaris achter je dan wat niet Если он телду, цау шмарцы, грузинские спецслужбы дали ему гарантии Грузия ашуршет. Он покушение майни, шен покушение, ин шен до, видать, он, наверное, понял, связь связаны, спецслужбами, всех связаны, он дуал, тигр даун, малую Германии. Она хилым ездом, флешки, самым хилым ездом, где-то родственники должны где-то знать, мешавую. Спецслужб, да, саяния, саяли до Винчуга, Чубяка, ноутбуски, что саяния сигрим. ده هو برات أبو والدمار سقطيش نوختي ويمان شوارش Да, место, что баланеш. Представь, 1500 между Индо, в трубу улетели. شو ريكلام يلو شواري شيء فارمتي تبيستخل يوخيت. Но теперь культура есть русских извращенных игр тюремной вот этой системе. Из хахич съехать геш, да? Он рядом петухи, черные зоны, красные зоны. Мы хотим сейчас зеленые зоны. Представь этого пацана, они как на результат пустили совместно с этим Янгулбаевым, подлецы шла. Сам ФСБ борется с этим собарцем, и сам эти шмаду. ФСБ возглавляет. Да. ФСБ борется с этим, докум дат. Ай мою рело шекет чва. Не надо مثلا уж могу одно из ваш могут человек. Ну это этого хватает. Начальник тюрьмы Лилешхилак до Гучделек, да, Саратовской области, мешает себя. Он на повышение пошел. Наоборот, возглавил вообще Голцуна и тюремный и возглавить. Да вот, на Путин здесь. Инициативная система есть. إبراهيم شخي دون نقول هو تسير تو شخي لا تسير تو هذا تيش ما دوس نقول خلتي وجه خدوي
ده تيبا شافي ده اشتغل تلو الورشة ده نشيت سان هنس شو دكي ما شو أنا شهيدة شو سجت سجت تبرع هنس شافي ما كوي أوزان واحد لين غلط بوتي ده هنس ما كوي يا جماعة تيجينا هنس بروستا ده تو в спячке было нахта просто ше дег короче на поверхности а уж маду куза цер меллило штек цер хертузик ши цер на результат волч полнох чи цер реш шолар палец инспирация шмака уже давным-давно шишантеха энховие шухето который главное فلاجت Салафит, главный салафит, он в такой организации работал главным, короче, интересно, Тузикс, он мой брат, а Закаев Кондрат, короче, Алдат. И делать иншулта, жауз пробуксовка, да, их кан, хауэлен, шишантеха ешмуис, то есть, отсюда цакиета, انت даже تيجي تعملت شوي وقوم ملتريدة они действительно اشتاق думают, что тузики, каждый, что тузики, там ЛГСЧ, от что комментарии зашли, сунца, оттер ЛГСЧ, и как будто бы это система, которая там установлена, ей нравится, что он угодит даже, действительно, как будто бы он враг, там, Кадырова лично, туда-сюда. И что они действительно там разных, каждый что ну, это прошныриться давай, что сунхум олчи, инстузики, что это чего нагу. А по факту, такая просто дешевая году, скажешь, допустительно проектов, получается, что в это обезьян за стороны шин, стороны чеченских каких-то разногласий, да, там, которые друг другу хорошо а русский мир, он вот так сверху над всем этим стоит, в сторонке и нервно курит в уголочке, бедненький. Ну, где-то яркуш. Это подписать. Усун каца балха, это подпис. Ну, تقول درجة ويت تار شقش مسيت قش دين إكاج اليوم أنا رأي تهورشون لا تقدر تيجي كمين تاري زي شقة هو سام شقة حسد راس يو كمين تاري زي شقة يستوش لاش بستاتي زداني أك وين ده يبغى بيش أكوش شو تنزداني لوك شو الدهنك يدوا ili dosa echwalshwal chun dannan tur dua hardi dua oli igaz ya yo tswa matsawa hay docha kasun oli kakoitam ermadati tsu aqya yo igaz okchu yo ay oli shebah boy da yud achottu ayır şeyler şehir elir şey o şeyler her bir şey bu sat ot işte koyar haldı salmetti az yazirat بالغ مش دواق تلاره يدي ها سيدي ريات داخل ايش دواق كاج اول يدركس سيدي ريات كتش عم قال ما تسو ولا اول شو يزي هو سوام سدي سوام مدي درس انه شو مش يدي الريات اول يسقى نو هرم شو تاجي شو يحشش كون شاشولي له لا مرجلي مرشي وتجالي خليل كوش ده تجالي اشتق ديش ليش دوي هم دوك het derstek ba sinds hayast dolwier stat arbe mahkuzen goostech zijn hayast dolwier scho yuch chwach khwatten idel dat sun pait botchwel hayast dolwier stat ak sin dwagdol tege dambatsalwai dalwala madat sin nochchol scho teg wat tajwel shon ishmil shukh sabiyukhum shat aqam haltin bayan na إيش يستول ده جو مجمته وهم بلغ دعوة على هو دي دوكا هذا إتحال ده كان دوكي أدم شيخو دون نقشوك يا خير دول ما دات نقشوك كلو ما داتشون نبصوا نحن ببيت أرجع بشوية أحمد كشديش إيش ببيش نبصوا نحن نكش دوكي نقشي مرش دلار إخير دوش داتر مرشوي يوي أو مرشوي يا خير تشبر
نقطة يوم سخريت دوي قولش تسخيشة هو هرسن كان من تاش سيازة قولش تسخيش مرشو يحكيرش دروه ويتانا مرشو يحكنا تلكو مرشو قولش تخيش مرشو بصوب دين مرشو بصوب دين كلش بصوب دين يح مرش دوه تلكي هدوي بصوب دين النقطة قوم مرشو سيحكنا وهي قوم مرشو سيحكنا بصوب دين عندك يحكن مرشو يقولش تخيش دوي وتستحال دقوة نقطة شو هل ما قلتيش Кисау, хорошо, нас СРТ. Или выключаю, без слышался микрофон. Куда делся Мэлори, который здесь про эти рассказывал, про всякие прелести? Ушел, соскочил он. Я просто микрофон выключил ему. Видарис. Чили ورجع وش شرطة. До Шамиль Маликов, он вот упомянул его, упоминал. Я так не понял, что он тут приводил его тут. Неужели их эту контору закрывать будут? Шамиля Маликова. Шамиль Маликов пытается реабилитироваться всеми силами. Давно пора отправить его домой. Надо в его честь сейчас я музыку поставлю. Сектор Д зовут. Ибраим, Всем этим посвящается. Русского международного исламского. Куба. порядок хилмасер. Где что, Ибраим? Гунде хватит чоха багаж. Что без случая. Могш, можешь, слушать. Что, хэч, да, минут 5 дошел, вот, ничего не слышно было, поэтому не раз и кнопка, микрофон. Так язык затихо, Обычно, латай, ладош, асва, сац интересный, пассажир вола. Хаш ладош, дюч, волш. Ладош, арста цена, чувя лерсом. Хаус что-то. Да, нормально, да. Тишина, и ушло. Только сейчас. Радио Хиллари Тер Нагга музыкальный перетеску Чуцундел. Хотелось бы музыкальную открытку для скайповского и всех там подобных будулаков. Всех его последователей. Да. Да, сажень вот. Гойчат. Звук гойчат. Инсумач. Что-то появилось, да. Молодец. Ляснет рогами домой, пора домой. Это локшага идекю. Домой, пора домой, бошочек. Скайповский чун. И хуярса. Скайповский чун. Тахум дагда нешт. И всем остальным. Тахум дагда нешт. Фатя, да? Харматуй куча. На каком году по хиджре была неспослана Фатя? Абу Владимирович, вот дискутировать. Где мысли меня проскользнули. Сейчас я пойду поищу и скажу. Воздает на бары, Ибраим. Фатиха, воздает на бары. Има чего по-хитрому. Скажи, а что Апель сдает на гумацию? Жабраил, Первый раз. сдает на Йох Кэч Малек сдает. Что сдает?
Первый раз не зашел, да? Наверное, что знает на почему-то. Почему-то, Эльш, ол шумадон. Ну, потому что... Потому что потому. Массового малюка ты гата, что-то заначка, да, так? Потому что потому. Короче, тут что-то непонятно. Раньше я когда читал, по-моему, Ибрahim, tu kahich, действительно, мы кургулцен, и мы вели это деш курцеринс. Это он жват цада локсари, тулкан хунт эрдат, действительно, сик алум да мадат. هم يالجو متن شير والله نل ليلا это тоже начался респект уважение هر изложи وتصدق и каждый по-своему начинает дать и только задавать побед это он молится без и бючени чулял шоке вот угарта удар я что лом самое сердце дупони тук буксен хотя Абу Владимирович, наоборот, там, типа, вы тут со всякими мелкими это устраиваете, типа, сцены. Вот это, типа, на крутого наткнулись, видите, я, типа, аргументы привожу, и вы слабы в этом. То есть нам Абу Владимирович, наоборот, говорил, ну, считал, что он якобы в этой дискуссии, там, наоборот, на коне. В том, что он респектирует камень. Абсолютно. Вот слушал отец Анна Динас был больше пассажир, молодец. Чисто ще по работе, да? Я была оригом. Знаешь, я была оригом. Еще кашкаться веш там, камер, что заходи, да. Нормально, оригом. Всяка перед Богом, пич баронцем конкретно. Нет, беги Окон, бортом, ты там же. окон ухил усиш. Нормально, kan мор. Я вас проклинаю. Я вас проклинаю от имени христианской религии. Я вас проклинаю. Мокшего царизм, мокшего, что будет? Что тут там на него там? Зündet zu doch statt zum Osten. Да, все законно, артистически, короче, так изучен, жилка. Разные, марные, короче, мар, да, и ну все уж научил играть, пацан. Вот стя, дик наур, варис, ще, капи, канал, дик раскрутить тем. Кто-то его со стороны в сторону кидает, сюда, наца улыбка еще нормально. Вон, это украинец, короче, послать тетю на ровном месте, там начать рулетки, чуть-чуть, я тиктокер, цахасун. А он и одинак. Я типа хизуна, вож тетю, он соболезновал отдохнуть. Да, как, действительно, куда-сюда. Да пошел ты. Дальше, да, вот Украине, чувак, хайтит был. И Фатиха интересно, Хондара он. Ибрahim. Полет, да?
Estana halk дюшайна, по-моему, на 7-м году штады ширмёрцу, на синти из вообще назад, вообще из первый же год дубош. God И dag полет Fedorson, терч. Jabal Malik, Tani Ashwol, Kimalik, do Stigal Dial, do Taho Seol, Oyeler, Jabal Malik, Kirdeler, al Ishdat Shozud was in the Taki Aponil Mecca, Ha Medina, no Shod dag Fedorson, Mudare. Ну, на первом году навряд ли он там хидуис. И Lama Stabe Hirdat al Hitun, Honda Dekdo Mabore, in Tarmobo, Allah na. لينا أوسع دقدو ولا دات اتخنا خل خدق لامز دبل بلشنا سيجر أبي أجد تبل بلش لامز لا البراق كنوان كان عبايسن Parma Favi down. Ибра. Она اشتدروا قوة فرمت إيه فاتحة شوز دوسين مدودوي ايش شاكر واتسه